ماشي خدوا مدو حمدي تيجي خزي خش ويقوي نكسن خش شخان بيش خزي تخزي خش ديك دوي مخو ديك دوي لا ديك دوي هرا يا أخي يا أخي تجيب ساعة ديتن شغلات جاب خداش دوكوي نكسن شواء تجيب كما دي دوي أما بعد улицу. Слышно. Все отлично. Все, ты там. Так, все, вы делаете. Название трансляции Инна. Давайте назовем нашу трансляцию. Название трансляции будет «Свободный микрофон». Свободный микрофон. Микрофон. 17.02.2024. Потому что у нас свободный микрофон. Так, запись сделаем, по-любому будем делать так, чтобы было в аудиоформате хотя бы, чтобы люди могли слышать, потому что мы зря в то же время не можем терять. Наши слушатели, подписчики, друзья, сотоварищи, враги, идеологические оппоненты должны знать, что мы не просто сидим, болтаем, как бы разводим, как говорится, толочь воду в ступе. Мы не пустословим. Все наши помыслы, цели, действия направлены на благо нашей нации, на спасение нашего культурного, исторического наследия. Валериус к нам пришел, как всегда, сейчас он будет нам про верблюжьи вот эти вот отходы биологические. Валериус у нас боевой атеист, но это тоже его право, мы как бы его за это любим. У нас Ляпи в гостях, психиатр, Фрида Новчик, как всегда, готов к бою. Идеологического статиста мы включаем, но у него что статиста тоже. Роберто Де Ниро у нас в гостях. Карен Аганесян или Аванесян, Ханна 60. Махвай, перед тем, как начать, мы как бы долго не будем делать, просто интересно было бы просто как бы сделать какое-то заключение, потому что вчера я слушал этот, как бы заходил, выходил, слушал этот эфир, потом до этого слушал эфиры разного вот этого арабского нашего как бы идеологического оппонента, можно сказать, друга или врага, кому как, для кого-то он друг, для кого-то он враг идеологический. Хотелось бы просто как бы сделать маленькое заключение для друзей, для наших соратников, наших соотечественников, потому что они как бы борются за наше как бы национальное наследие культурное, защищают, но все равно это не в критику, не принимайте в критику, мы никто, чтобы кого-то критиковать, мы просто можем посоветовать. И как бы сделаем как бы общее заключение, чтобы люди понимали, о чем речь. Но перед тем, как начать, как обычно, конечно же, это очень важно. Перед тем, как начать и дать слово другим, мы сейчас все сделаем как надо, как подобает, потому что мы все-таки люди не глупые, мы умные, мы мусульмане, алхамдулиллях. Начнем. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллях, вальхамдулиллях, вассалату вассалам аля расулиллях. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. А также за теми, кто последовал за ним. Также для тех, кто последовал за ним. Ахи, ухты, как вы, братья мои. Кучавца, асхазешу, знаком. О, наш брат Цукини, который делает сильнейший дуа. Тетрациклин Цукини. Нет, он адулдери. Это было. Микрофон, летел. Цукини, это было. Аллах говорит, он адуа, иман чудауш. Цукини. Да, адуа. Цукини. Но он nog te wat bieden gaan. Nog te komen dat los boven. Dit ons dat voor iemand je deel die hij Allah. هذا غير ما شاء الله شو خبش تيون Niet zo ja. Is zo ja.
Закинем маканту, о, суна доку езону, да, просто, ай, худует моне хук, шлиш вытиш, ойлось на гаху. Хахет, доглос, сигот бон, по улляхе, шон ваншхал на ост дилер вор. Амбо, я что, да, не штяться фиксу. Вени. Сохезео. Ликез, Сум вой сташинов чего. Шеру готтер рох келдиш, че? Да нисбин хербукуш сэр. Сабоптиш бат, сабоптиш бойзан. Шеш. Шуц душун эл баптисто дакет. Шикате джейтон сэршин. Ниш цунеден хо саетаря хайқи балса неқса баш хаймахет эту цехил от госте пёа вол метк сошун веза гушун эл подыхл хайдага бусал вош подыхлю крышу он вол беш уйте бо хохша каште русон иш дуи дица вени дуи Ознех нах бацарва. Ist aber auch du geschädigt. Letzte Nummer das. Ach, mal alle du geschädigt. Kümmern du, ich kann ja noch mal schauen. So mich schon hoort, het hele Josh maar wat is zo. Zijn geet el hier is ik. As mo bacher, gees goster, we ga doch. Erçin yollar sotorezo amel erçin. Nislik bu makla hins da dodele khayt bu order wenu kwen expert bu daldo po word alma ishot fornet bu istan go wacher. Seda yo wenu tema sel mikrofon shne kunu. Away sala ditsen sta duшу sen khayta akshi masayga ditchen kunu. Буквально щидош такого, да, раз зикуенес, алчуне. Салам алейкум, деди калмасери. Salam deli, salam deli, salam deli, дела. salam deli hatta yaşsa o soğuk diyor. Hayet срочно, hayet. Hayda isitla, soğuk diyor. Вама кидитла, hayetla, секунд. Eshalus değil, asıl sajim kanla eshalus değil. Ahmetem söyledi hayetsa soğuk diyor, eshalus no. Дисталан куерсо сайда гадек. Dit wordt dat es gewoon gaan door dit wat delen. Oostig. Salam hatta busol modul, wat delen. Busol modul. Hayet. Salam hayet itla hadela isitla. Salam. Salam bismillah, 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 bismillah. Halu şton salam dela. Bismillah, bismillah. İnşallah Rahman. Salam dela, salam hatta yaşsın. Wa aleykum assalam alayhi salatu vesselam ali salihin. Vecmain amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا وأن آله أحدك ووادك ما استطعت عبدك وأن آل أحدك ووادك ما استطعته أعوذ بك من شر ما صنعته أبو لا أبي بمثلك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هاي فكرة. Ederiz halal as yukola as salama digning amordu değerning amordu qolsuruş ara zukiniz elçin tetuğer tersoins xulxuluş короче dal qayl tsanil ha laureat ol xolte deli arqoq to elçin tetuğ dagden yuqvalirsa inzam aktualne daçtadı Ne, çocuk. No çağım do expert elçin. Salam доллар, муж хочу ворон кузя. Сколько там, где-то 10 минут, он где-то там салам давал, и где-то до 15 минут халдат из Эрдона, 5 минут, 5 часов. Ну, кицам одон, и туш. Хосло эли маамди, иман чадаш, ну, Аллах резет яш, Аллах митахуш, очень лейки, очень даже халвакш, очень типа, очень цани дес амдила, муж хочу. И туй? مقردون وصاروا تعم بقيت منو هذا العز يلقيت منو هذا أخل ما دي السنة قوس ولا ما ده преувеличиваю إيمان преувеличиваю أولي منو ده سلام لوي إسبريت منو ده حلوش ودال سلام حلوش
Давай уж круглые сутки режим тела там будешь того, да. Да, никогда. Машину шею. Мы уснем, дедик, мы уснем, пока вы будете друг Машину друга деда, саламать. Иисус Дядя деда. салам. Машину. Мы уснем просто к этому времени. ديكنز دوخيا هيل مارش ويل شامل ورق Дик дутак, трэшин салам на паузу هيل фотор همادي до. اكسبرتي شامل ورق ويني Lek تودا şmok. دعش ده خايوقش ده بعدين شبيون تو بو يت بو ينزلدوك داس Iisus deda. Seda, huma du ha'a titura, disa huma du ha'i dela ha'a la hoqaza ho, khayishu da mala, slaram bibu. Huma du Дедик Масери, ДРС говорят. Хума, да, просто я говорила, пока вы друг другу будете Дагестан, Шандейн, салам кидать, мы уснем здесь все, поэтому, может быть, коротко послушать интересно. На паузу делил трэшин салам. Да, дальше даёт твой. Makwa, hoqaz tasabur ishaku, yasabur akhuhu, ta'u nyuqi arbo busaldin wa nyuqadash ushadash. Suna lat degde masar lat yara ara syalan chulen toma ladush YouTube cha masana. Dela makwa bo ona tadi khabar fishi. Oqom sarx no qadiqa. Ungash noqsh shu yazdo, so tatfo humadat wa igar kanal yo yazdo tsarshi. Sheyazu yaktu bolchi yazdo tsar. Sheyazu yaktu bolchi tish. Visherga yazdo tsar yazu jdina tu от СНД канал Чабуа Язуш, Чечен демократик Чабу, Садия Кадашиш, от Ском, Церх, от Нохчи Яхьо, Özch, Махкошка, Шаштрин Цам Куштелаха, Шаштрин Цам Дюштелаха, имел дух Викер, имел дух Цудир Дицер, Нега Сацуиза, Сацуиш, Хаз, Öz, Нохчи, Вей, Адочка, Хил Мадиза, Колсом Даба Ареш, Шаша Хауала Цареш, Свялихо, Ала Уш, Оши Сацагатеш. Хайдица дали да я сделала, ваша я махкой. Йо, отчим ала айтан, чодича йо цадушу, хислуш, умадачу, цомя чодукица, йо цадиште, вон шаде куште, ду абоду чорки чодик дичу, мадар. Сялан чин тажим ладуш. Чуа вейн. Хича, вайкам инзели чо сам дохпардош, камял дуца деште. Чо хубок, дик вай цун да алушти да вай махкой, вай вежи севце арил, вай хезердар. Шугума яц бокцу, нохчи. Шугума йоти, ахо ачту, арбо хунду дазда дишти. И дожу дишту, и шунла ахцала, и дожу ду, и чах дуахорду бокс, дичту. Эштун жим ладу ахчали. А так трацу иштвой, и цун ладу ахча, и цун хадити чавой, вой дух кунаран, кюма даца кираши, дуаглош, яхлош. Тамадуй вой камбы, мячол, дац бяхши. Самбо орбуш, самбо орбуш, дух култацу дичту. في مالهارش بقولنا يوقع أزدقنا بوقدو شو دي تسخن تبوه ناقة تبوه تي تعونياجن تي بوشتاش بس يختلوش بلش حاجة توايتي توريتي بوشتم أز ديتيش سيخ بلاش شوي ما وديتش كوي بمدو كير يوش دات وي سيخ دالش دات خي إتشراح بريت أخدي إذا بايشر شوها وين شو ديش بدو يبوسل دينا وجه ويش فرق سيختلوش Сяла чуела, ца алгачу, вож алгачу, пивик алгачу, сих малыш, бо он маху, лишь сих. Бо он шо благо, за что только из шуйби бо да güç da, цунда лишь güçliche шо bagbush. Яхкана, ца иш хадол от цани хомс белот бо да güç. Ала иш вен яхкана хлитерхам. لا ارق иш цунда güçwe. لا ارق иш دقدي لا bagbuzita لا ويش سندوي داغيتا لا اش دوتشيخا سندك دوتشيخا خز دوتشيخا عباشو كشاوي يشو سي مسان يقرب ستت بشابش ديخا دي حاجه مخبا وينقا ويشو شو تشنكيس قلتو دواش انا كلمه دو ادو ايرچا سو شيدك حيلا اذا شي سفرغت اشو شي دلا نكسن دي ونش سيخ تلوش ده عام ديزوي كультура общения раскана تديخش نوخش تديخش алер вистлер وين دما دوي خلا دوي املا انا دي خدرش ديلش ديلي جا شي ديل ولا نكس شي الله دعا شي بيغمرش دعا شي استاش دعا شو نكش شو استاش ولا استاش قوبل بي
Шела шей делой кобал бир. Шела шей Аллах кобал вир. Шейла Мамад поймар, Тибол поймар кобал бир. Диц штела хабодек нисник. Сихцелуш, парга, цанценуте, качи тишер, ам, нахбуй, ладу, шпокола диха, да, Тибол шуматаш. Совелешун, Isa luma dāca ihtayakam barvai vadīšu šakbāt, īša kučāk cundierā. Tā jāzurīla, čudīla du, pīr dāk, dīr dāc, šo vistkhilūt, vistahil. Хэтам, يعني так, ла мич адуг да он запись. Мич мета. Šā, audio formāti ir YouTube kanālu čukusuru. Мегик да. Ой, vašu, galvējumā, vašu māco vašā. So dēst mahkaro. Vērtli. I taip hezēsun vērtli būs. Kas iecuni vērtli, es pikti būs. Šatlandia tā plēmē jopsigā pikti būs. Cērā čoltar, jo frīzi v Gollandiji jest. Cērā tā žim terh iecuns un cēr. Ištam istorija dik jo iš mūhā vaš sundien bārs vērtli būs. Teipo hezīvi. To ištu. Pikti būs Šatlandia dona, otču rimliš čodrāl labi naucā, iš vājā tecēr zakonna. Цар Эдуарду ей иштагал от Римской империи, сега цабок на стыке двух морей. Цабок пенди нерца, цауняди римская стена. История инца Йошуце остаточно. Пихты фризы с Голландии, северо-запада, племена шац. Фризы это сейчас они голландцы, наследники, ну, предшественники голландцев, это наследники этих фризов голландцы. А пихты это шотландцы. Просто для информации, Вяпи, может, ты тоже оттуда к нам спустился. Халтам бон, вы доц мет бат. Жестко твоя, tu šuja, joks, tu špoč, jaguš. Jolin, horbus čā dolšmo divai. Kazans kētens ir on, juhata. A iš tu špoč, bolš, ektuš, dasa, datu, satu šuja, vats. What's that? Na imani wo. На спорт его. Хай, вольник ли там, Леш Хорватсига по жизни, вольный Барбаев. Шаиг, вольный, цег. Чему-то вольный борьба, Московый ударный. Вольный борьба, чему-то олхам вепли. Тасулар олх. Хавол таслой олх. Партлетер киеп, олчна, партлетер киеп, олчна, и что олтновчиба. Но арец уя цаво. Ханцала, жопан дош волу. Цаво, بعدين جبان توبا يتبا ما يلرأس. Да, это, вольный глупо. Со он цах, сумича ухаран. Норвегия والله تناخيكو. Also, не живет хошта, зан бол шюрта уксаш. Ну вы и, конечно, глупцы. Идет и рассказываете, что вы дома и в каком селе находитесь. Опасно ведь? Я не боюсь, я чего мне бояться? Я ни против кого не выступаю, я только говорю свое. Валерус, по поводу споров, давай лучше расскажи, как ты думаешь, как нужно с арабом бороться в физическом плане? Зад Ну, не хуйбо. а как с ним бороться? Ну, апеллировать и все. Ну, тогда такая жесткая, как бы, все хотят с ним бороться вот так вот, налегает. Валерус, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы какая-то была культура общения, поочередность? Ну, как сказать... Ну, вообще в любом споре я привожу факты, констатирую все факты и доказательства. Если оппонент не принимает, очевидно, что его не интересует, как бы, что он, типа, просто вот убежден, и все, что
Ну и на этом заканчивается мой спор. Профессор Мариарти ушел. Мы его будем называть под кодовым названием профессор Мариарти. Ванюка Хашуэ, Истангу Вагар. Истанг Вагар Хондуашурдуэ, Хардишвеца, Харштудуа Подуэ. А Харнет Вискутеруэ, Харнет Вискалячода, эксперт, ну и полностью эксперт, и что ты понял, что на самом деле. Вейчун, ты кладешь, что тут хума, Вейн Пейдяник, что Олшун. Просто мы не даем ему никогда до конца высказать, и полял. Тут эксперт. Пожалуйста, мы тебя просим от имени наших всех подписчиков, слушателей, подготовьтесь, соберите все свои мысли, сделайте анализ, и мы вам дадим слово. Мы хотим услышать ваше мнение, обязательно. Вы сегодня не уйдете от вашей ответственности эксперта. Если Гвахова машел, машел. Вени, ссылку на материал, который ты говорил там в Шотландии, Филиппе или как. Дадим. Давайте послушаем сперва наших этих спикеров. Вахаров, Искал. Dedika hoş. Salam marshal du. Ma izam hinza dadizim dumach what's Moriarty's dig. Из дик урок его из со всех сторон. И начальный процесс есть он в этой сфере более подготовленный процесс да, лауреат Малер, да, дик гоч ду цари, да, дамадар гоч ду и что нормально ду водасис. Вая докубой внимательный, верш, дыш, цин вопрос задавать, да хуш, и на месте ваха у цюнгер хадака, хуш, нахбуваешь, вот. Ну, вая веш, и культурный дизвон, что дизвон, и веш дизера и соблюдение, и тех юрвы границы, да. Вай веш культуру адмали, и адмала цун дагайти еще стагандас, не надо, мела веш везнинг, веш мел везду, мел рилкяду, мел иманяду, цяцвах, веш адмали хай диз, исан хиечуна разные цяцы, мюркштагна не имеет значения. Йохкам хер буквально, цахулиш вадисна дац, ну факт есть, настолько колхозно ишца передергать яши, изи, вожи. То, что это сквайгается, они вот со стороны ладух чайна неприятно дуют, да. Хажан дюч илк маду, хажан дюч иман маду, нохчал ю адмал ючек. Так что ладух чайна приятно хердарис. Вай вяш дари гайт ишти, веш хазал гайт ишти, вейду уж бацвайни гайт ишти, вейду цан гайт иш, масан гайт ишти. Сундер хур хирдукван, хинцар и моеду и кидафтинут визин вай экспертина хур дуис дат чер кихирбу, кивачу та хуйтим камел диру ки فالأمني نشبات بروفيسور شوارت باتش تيجا وايتانتون نو دكزات صدي احتون دكزات دي ديش باتشو يلا حقيقي باتينوت دال دي هاي بيرتي انت دال ديكني حاجوتي خصبش ديك دش بركل يلا Вахаров, да и речь хуй. Харне, Искала, Ханки, так. Öyle de kılmaz. Ola vay düşü doğuş. Bala duyum qarısın qazda yaxsan ayıqış. Ina wasta mo edere. Ta yaxtır dok segu dok amader diç. Hu bahçi moç awar diçi. İşe için der ver o açana. Sundu alo argument вообще ya şun sana ki yapar. Sundu mosu awar hauzin diçi. Все равно щенок дуешь постоянно, да, как будто щенцахаешь хаши кратнак дуй. Иш ти пойза, yo лозер дуй, сени, ну цана кепар, ца продуктивно, ма дейр дас, ну цадик бохар бо, ладух бешбат, цар выводир, дуй, иш самбор бук бола. А иш итак убедительно, айнз цун, короче, ша, яшниха это, на, ицу хамегер дудала, Quarta tani da guru bog bodu ceha sun уже сисар свой анел ханят и сун убедиться de nagас. Öyle şu. Харне, Эчун, Харне, сега, вей,
Алшу и цункетом ключ арбах маятивый, чун скрисналар бацвый, кетом арбахкам, я алшу яцвый. Way boshits a Seiger Dutch when nach Dutchik, Zel Aza Muso, Zel Azdoxo, Hurta Gishishe, Pietambu, Shishe Erberkan. Yabu, Shishe Alsho, you way Alsho, the Dukas, Sud Aduche, Serf Du as Dutch. Chung, so who a Ditsaha, Image also has the Ditsaha, Sushin Idak Behechulaha, way Vesh Tendik Ditchan, do you? Ажал цуцаун хайали чунгал, ажал хара ишта свой тадвата орбар кучу вош бамба бош. Бюга цена боги ахтерцу. Вош тамама цали вуй пецачун цали цапу берца иттяхтер. Вай кучу атага итер ажал шун нексен камел дала аха. Нохчу матта özd. Цармат матца büch. Эш чудис калаха шуцани ларем цани. Хайол бокон штани лейш мершу эдахайт. Лейш бершу лейш яюш. Амбо ту Nega sen şu merşnar istemel dala iştör ya bu şun hoppaza her nizam bu şun ya nageça ni cer kamel dine kuço daha kuço adina ha hoçu da bu kuço na işte şabo Yoi nagay diye tünde bu çwakar kusu imel çoçu hu adicha yoi tün pietam khis reaksiyat yoi oman bok da kaço reaksiya yoi tünde yoi çok sober tu diz ajol antitiror şu bu diz yetun Wal, bu. Tamam çok iles bu. Duktular, duk nakir bas. Nagaç o sobria. Da uy, sen hu istemala da o tutak. İço içel inşmut. Hadi tirana dogluş bak. Çünkü gladuh çera, dukabo çera. Serono, tak bud, ondяча. Однисник, одичлича. O çok senkhili şu. Мы воины света олицуна. Сундела вейчо, sen kıldiyiz. Vayne haçı gaşmel. Piyona bu kuşmadı. Şensar SNB vela SNB rejim olmuş bu da dikkat bu şey kanalı. Wall şu bu diz eşnof. İza diz ve diz mahkoy kultur açını yerma da ve diz ve sober tsani. Ve ağır tsani. Kidek olsun. Hum deşiştani termini laha piyegi laha. Ща собришь, накса ща тяхкать шваться. Собор дел, я в этот момент не смогу тебе ответить. Я наведу справки, подготовлюсь, смогу тебе в следующий раз ответить. Всех целуешь, во всех, да, смаху, что дел говорит. Вы и что, хань, даял, ей ханил, что и вчера. Вы холкин, хиба, эзер шоу адам холкин, шоуст, ай, при, эзер бежде, шоу, вы нахбучуах, махках, вы, Масуар, вой био целый, льешь модовый, вой финский. Пивайн хил годович лох льешь, вой судервой собрит, видорвой бючик, алешника. Мила чуя нега, там кучу Путин, че цушеник бючик, пуш модой, шисах асах, то интервью уши на хацу дисни, пуш модой эшвы. Там бок не гой, радуешь, что вы всех там тебе, ты думай бючик, это шумахвой. Ты самое дерзишь. Бо алина диха дършик масега, со шаш, юга таха диха дукта, яш масега. Шаш нексан, юга таха цакчувеч, холфуш дилаха, ма сих целуш федел диш мелк сихло. Парга, ти шаш диштекс, парга. Вай нохчуху мадуе лилуштек, махуа шукиет мадизицуна. Вай совац эсвицек, сай куга элчасу бедаца хит. Абсолютно со волкшвац. Со, хочу лял, куча, а у меня денег будет. Синяк, да мне плевать то, что говорит. Я абсолютно это не реагирую. Мне важна правда, истина. Я говорю от имени тех людей, которые пишут на этот канал, которые прошли через жернова войны, через весь этот ад, муки. Поэтому я и все вы, и мы должны быть очень сильно, морально, эмоционально устойчивыми быть. Взвешивать каждое наше слово. Мы должны говорить на дипломатичном, эстетичном, культурном языке. Даже если к нам заходят самые последние мерзавцы, мы должны им показать, что мы являемся и представителями, а также носителями очень глубокой, с большим историческим культурным наследием культуры, культурного кода,
эстетичного вот этого, эстетичной манеры общения. Войновчима, дуку фразеологически, оборотчу, поэтому переносить это на русский язык, с русского на чеченский. Нужно уметь жонглировать, говорить словами, доносить правду. Наши люди слушают, понимаете, когда вот кто-то говорит что-то, он думает, что он только сейчас от себя именно говорит. Нет, люди надеются на вас. На вас люди надеются. СНБ, Эдбаум, Бикэнко. Нахпа, Бабуш, Хайлонил, Хаканаля, Абяш, Болха, Hugers, Godwill, Nachbobber, Gladux, Hornet, Hovela, Kvegola, Expert, Antiterror, Hah, Doglos, Dukku Nachbon, Ezerska, Lador, Della, Antiterror, Daedatsaki, Shedagadik, Ashposhu, Antiterror, Ацажовская, Царя, Террила, Даяча, Наван, Сатовиста. Они хотят, чтобы ты был вообще высший пилотаж, ляться, чтобы ты показал именно высококультурное общение. Даже если тебе они надоели все, даже если у тебя нет желания с ним общаться, все равно люди, сзади тебя стоит нация. Мы должны быть гордиться этим. Хотя нах бабуляч, глагош, выиграть, сашейн, поедады, маршрут, гуматаца. Туаш эрдаться тебе, шок, ты, шок, нах, шок, тегри, шок, зудашку. Сах, сам лишьёч. Арец, белагавой, ты цештух, швайбях, ты шлишь. Ой, нохчу, лишьёч, от хау, ляхка, лишь водой. Я же не от себя сейчас говорю. Даже. Я представляю, за мной стоят люди какие-то, ждут от меня какого-то хорошего слова в защиту их. Память о погибших, память о тех замученных, память о тех невинно убиенных, память о тех, которые сейчас находятся в рабстве, униженных. Дело эрдацерки, что чтобы нас услышали, чтобы нам было есть за что гордиться. Но вчера ты жестко перешел на эмоции. Эмоции могло, не надо на эмоции. Тем более ты защищал свое. А когда ты защищаешь свое, ты должен быть вообще без эмоций. Четко все говорить правду. Что дело, Махва? Давайте учиться, работать над этим, друг другу помогать, друг другу советовать, исправляться. И все-таки показывать это вот, на самом деле высококультурное общение. Шахар канал, СНБ, антитеррор, Иса Пайхамар, ЧДП, Делиш, она махвай, вей Сарина Ванишка дается, вей Цап Исмишка дается, вей Аустик, Кардошки дается, вей Ницмат, Таниметка, вей Гладуш Цавац, Ключками Щука, вей Цап Авикалшми, Лиш, вей Церквиш, Цавац, Шевик, вей Бехтеш, Шейше, Лупна Рячи, вей Ома Тиха Рячи, Килуша Рячи, Эрбуль, Нахбучун дела, она Диха, да Шук Махвай, Шухдлак, Глозер, Шухдлак, Ишцаклак, Йоху, Ернех. Эш дючкаш, хаздица, цендица, мерздица, нага, нагайт, ладу, хазита, йохкамя бош, йохкамя, толш кулички, халитарыш бокона. Иштеха духши под свой, ладу шмолчен, церха, учу язи нашула, эш выставить книжки, да гирушу, сама проблема, я чу. Шунгир хвачат, буквально за час. 2700 подписчиков, чук бахнитов, кучук, Миша Дуца и Шейтниш улица, просто закидали этот чат этими всякими бессмысленными смайликами, сообщениями, криптовалюты, биоценна, запорно ролики. Тяга, нет смысла, и это нам показывает, этим примером они показывают, что они не хотят, чтобы слово истины, слово правды, луч света пробивался. В этом, что наблюдать, я шлиша бушем, в этом инзере, что изолат, инзере, ёк, почалка, мы родили лыста, я шашку, мушаду, дыни дал, я че. А мы хотим, чтобы что-то донести свое, и потом мы, как бы сами того не подозревая, попадаем в их же капкан, в их же сети, и их же методами сами себя ошибляем. Поэтому давайте будем лучами света, мы воины света, воины добра, да, именно в словесной форме. Мы никого ни к чему не призываем, мы не говорим ни с кем бороться, мы говорим просто правду о том, что есть, то, что пережили, и то, что с нами всегда все время творила вот эта вот империя зла. Что делает Ценхалди, что Бог был на маху, Собрихил. Когда вы чувствуете, что вы переходите на эмоции, все, возьмите минутную паузу, поразмысли, обдумайте. Потом снова как бы вступайте в словесную дискуссию. Давайте будем спокойными. Мы не должны переживать. Нам ничего не надо защищать. Мы просто говорим правду и все. Совелошу, давайте дадим слово эксперт. Эксперт, мы тебя слушаем. Где вы? Эксперт убежал, он не хотел, кажется, высказаться, да? Эксперт, новый хитрец, эксперт. Но мы все равно вас понимаем. Психиатр дадим слово. Психиатр, ваш микрофон сейчас слушает.
Психиатр, пожалуйста, вам слово. Психиатр, ваш микрофон включен, пожалуйста, говорите. Хорошо, психиатр собирается с мыслями. Дадим слово нашему Тойзену. Тойзен, вам слово. Öğretici mesele marşal хуршага. Мило, видели? So hiç чуявели минут, я чуявел. Я пока что не вписался в этот разговор, пока не знаю. Тойзен, я уверен, 100% вы слышали эти словесные дебаты, битвы идеологические, вот эти. Про это, форма именно, культурная форма общения. Вот мы о чем говорим. И вы хульша дебач. Я это у нас там в чате в ЧДП всегда говорил, вспоминая об этом. Для меня ничего нового нету вот в этих дебатах. Я их с 2016 года ходил, слава. Вопрос в манере, вот именно быть спокойны, мы должны быть спокойны. Да, вот эта манера, она, мы все пережили 2 русско-чеченские войны, и ни один из нас не прошел эту реабилитацию. Это же непростой, просто все люди, которые проходят такие ужасные вещи в жизни, должны проходить вот эту процедуру, иначе никак. Я тоже поднимаю голос, хотя каждый раз себя стараюсь контролировать, каждый раз но опять же ты поддаешься под эти эмоции. Да. С одной стороны, нормально. Но Бога, и нормально, мы должны над этим работать. Каждый из нас контролировать себя. Дискуссии, они тролли, мы это понимаем. Заходит с целью вот, тебя вывести на эмоции. Надо себя контролировать. Надо не реагировать на эти какие-то нарративы троллинга. Просто отвечать по факту, приводить доводы и быть уверен в том, что он сам говорит. То есть надо работать над собой. Не с Богом, Вот видишь, правильно ты говоришь, вот смотрите, Тойзен своим примером говорит, это называется интеллектуальная честность. Он же сам говорит, я тоже над этим работаю каждый раз. И Тойзен, видите, говорит, я каждый раз, когда захожу на какой-то канал, хочу провести какие-то дебаты, он говорит, я над собой работаю, себя кондиционирую, говорю вот это, я не буду на эмоции поддаваться. Вот правильно, Тойзен тоже, видите, над собой работает. Самоанализ, это очень большая, главная вещь. И он все понимает, что мы прошли через 2 войны. Но несмотря на это, даже Тойзен говорит, да, мы имеем право на эмоции, но все-таки мы должны быть лучше. И мы должны над этим работать. Правильно, Тойзен? А так же вот это. Не стоит. Правильно. Давайте дадим все придет с опытом, Девини. Опыт релиза, опять же, опытом приходит. Будем напоминать, поэтому мы этот экспресс сделали эфир, чтобы напомнить нашим дорогим друзьям, соотечественникам, нашим соратникам, что давайте, друзья, несмотря ни на что, несмотря на эмоции, на все трудности, пережитые нами, но будем стараться быть лучше. Иду вы, Люцик. Фридом Новши, вам слово. Фридом Новши, вы с нами или вы уже не с нами? Фридом Новши готовится, кажется, он подключает микрофон. Тогда, пока Фридом Новши готовится, давайте вернемся к психиатру. Психиатр тоже очень хорошие, умные вещи говорит. Я много слышал, когда он высказывает свои мысли. И поэтому хотелось бы услышать психиатра. Но психиатр, видно, или он чем-то занимается, или может он не хочет говорить, но все равно снова и снова мы говорим. Психиатр, вам слово, пожалуйста, говорите. ده مقشمية شدادول ويوش والحا شوي سيوك ليشكو يازو شوريتا قودي دوتسو سيوك يازو تانا يازين سو سيوك أسأل يرسنج حي بوزيتي هنز دانستيين او مسار перебивать وشا قاعدة دوشين اشتويسترل سويتشا بوغتسو تاخديك دو بو الصوتصا اون هيتينز قمال دياش سون تحني دانستي ديح كروشين والو يحسو حي ايمان شو حول ديلير قمال دياش مويون ديلز ها بوغتسو اشتحصا إيمان شوال ور إشتي إنترس نداشين
شاعر سجت دياش دق نوخشي حلقي إشيو ملديو جوي تسان سجت دياش وشا بو تير كوارتوش قلدوش دوش شي وير убеждений خليز تير بو. Так что وين تاع بيش خزنية سن بول بو وي كجير خواك دالش دا قلبه خا دا قرب زيروت بو نوخشل دي تيتا واحدة سيتا بيش بول بو تسع أدمل يولش تسع غلق دولش أزدل يولش إح بيحك دولش هم دات أتسيرت إزوين خا ديز إسان بول ناخا حشو بال بيش أشي تسقو شو عدوقا دي تر إيه وي أزدل وي غلق وي أدمل دعقوش دلس رونيني ناخن خور دولش إشتع بول بقر ببيش هرتسبح كروشي دعدولش دقوي For freedom, не спор, вот. Ладно, что freedom, сбор, мы вещь хальчане, мы не должны никого там как бы пародировать, имитировать. Давайте будем самими с собой. И Бог, вай Масара, freedom, сбор. Вы вещь, что гунду, вы вещь, махнул на безер, лили, вай Бог. Еврейскую freedom. Эксперт, вы убежали, это нехорошо. Мы вас слушаем, давайте вам слово, пожалуйста, эксперт. Обширно, пожалуйста. Профессор Мариарти и культура общения, эксперт, чтобы как бы вы уже понимали, о чем вас спросят. Вы же знаете, о чем мы говорим. Давайте, эксперт, мы вас слушаем. Жим удобно, да, жим бладёх, тяо, юкруса. Понятно, вы убегаете, эксперт. Нехорошо. Ну дайте нам питаться мудростью. Как это было? Фраза. Впитаясь светом вашей мудрости. Не скрывайте свою мудрость. Я уже эти фразы даже не могу выговаривать, какие они очень умные, такие хитромудрые. Дайте нам попитаться светом вашей мудрости, эксперт. Что, давайте дадим слово статисту. Статист, вам слово. Упорно молчит. Я послушаю, я лучше послушаю вас. Мне так удобнее. Я не слишком умный, чтобы тут говорить. Да. А можно вам вопрос просто один задать? Если есть возможность, ответьте. Если нет, конечно же, это ваше право не отвечать. Можете даже пропустить. Вы являетесь последователем Ахль-Сунны или просто вы являетесь человеком? Я стараюсь быть человеком, а в идеале и нахчо. Но пока нахчо не получается, человеком быть легче. Понятно, Баркалдей, статист, понятно. Все, мы уже знаем как бы вашу позицию. Капрал среди нас, Капрал, великий Капрал. Капрал, вам слово. Я, наверное, послушаю вас, ребята. Хорошо. Капрал, а можно вам тоже задать такой короткий экспресс-вопрос, если есть возможность, как статист, можете ответить, не ответить. Вы являетесь человеком или вы просто являетесь последователем Ахль-Сунны? У меня есть мечта стать настоящим чеченцем. Понятно, коротко, ясно. Спасибо за ответ. У нас в гостях Умар Хачро, атеист. Так, понятно, непонятно, конечно. Дальше там у него ник такой жесткий. Так, постараемся прочитать. Умар Хачро, атеист, ФСБшник. Умар Хачро, атеист, ФС. Ох, все, я испугался. Я уже все. Я даже не знаю, что это. Ну, микрофон ему по-любому включили. Умар Хачро, атеист. Если есть возможность, можете как бы подать голос. Вам слово. Будете говорить, Умар Хачро, атеист, ФСБшник. Будете молчать. Умар Хачро, атеист, молчит. Хорошо, понятно. У нас в гостях Роберто. Роберто, вам слово. Роберто тоже молчит. Многим, когда включают микрофон, они потом молчат. У нас в гостях А.М. Дадим слово А.М. Чтобы человек, который прячется за этим ником, не то что прячется, представляется, имел возможность донести свою мысль и высказаться. Вам слово, дорогой гость А.М. Упорно молчит, ну ничего страшного, кто молчит, тот молчит. У нас в гостях МД с чеченскими орнаментами. МД, если есть что сказать, или просто сказать, или поприветствовать, у вас есть возможность. МД с чеченскими орнаментами. Пожалуйста, вам слово.
Стой. Сейчас слышно, говорите. Вени, слухайте? Прекрасно слышно, говорите. Сейчас микрофон включен, но вас не слышно. Хинц хези, Вени, хинц хези. Сейчас слышно. Да, сейчас слышно, говорите. Öyle maseri marş doğru dek. Çok bok bol boş beşbek derez halşun. Dvay qam dogloish, way qam sahish. Tunta at bu khir batserte o huyo boloti chu dokhkundolo chu arda gher shleosh şu dal sidol şu dal at tu boil şu. Hinц один камалдари, Вени, чё, низ камалдари один. Насчет того, что надо сдержанно себя вести, Хабурдович, слушатель действительно он оценивает эмоционально оппонент вай глюшлала, надо себя сдерживать, да, вай муэрдери, вай уровень гайта и вай гумш дючил уровень гайта, чтобы слушатель оценил и дал вывод маятани. Дал вывод тому, что происходит, дуевой рамну адолу положение, галбалыш, ишнис балерч беш, ака имани балерч беш. Иштим дук чо бок бол буш беш дереш, антитеррор буч бок бол беш, чо рез усуцун. Дал эту болшу. Иштлодуш, ай рухсо венин. Дереш Соколон. Психиатр, если хотите сказать, Эндер, огромная благодарность за ваше высказывание. Спасибо вам. Массерна холил. Наушник читаю, он был без шорса, долго халвата. Остаться шхатса хэшун цунде. Телефон ген айылды, майл вистхылырса хала. Дела, отсте турда хаса шау ол штене гладух шволчун ал диешду, цунду ал ол чула соунах. Так, цер ал хумдоци, қи даққа хайқалш цердоци, уэн хуш дусёно. Уэваш хала вақет дөлнах дуэй. Уэшца цар нисқбеш, цар хоттенш холях, так, цар уэн диандол чумно нисқбеш ләттін дала. Сажимал хинц, цуюқар низ ардол горд диеш дуэй, прежде всего, эмоцияшая, багия террея, та хора шаша, та холқислуш, та алгер террея, и хумш хуотунах, аз сатия мер гали чурт эмлой арболш, минеште му булар, химу дуар, так, алор хатса бош, диаболи лелхар, так, сигакш изер наугах кидуар, так, цундел духнах белер бош. Вот ишт положение шун войник нис от саниш лорах ардол диеш душуной от ситуация хора шешья хечке пар богатаяч кашаца алагдайн думач халхаца лелхш тажимал собор дич хане сахила заюет шолч эфире хора наца ахсаца хоч цанис лошунез так тажимал шаша юхвалар так гуттур ца халх лелхш мох юхшвеник хечажим ала алданис вар Савош адуцик нисамду нис дала иштдуч херч ладуок цақиет сунах ал юадия қарду ал хиет хсон. Совели. Ела, дика маела, хаза маела, уга чоцо эли, куда сахилна тьючил эфире ахсаца поца вишвац, гоши пьета, беш, ажал, ответа сихменеро, ажим собре тыла. Олша психиатр, смаалара, Цу китадеш, цу эчу китадеш, цу нис боген, хещан, го и сажал психиатр, но душу. Цу шаболша, цанала кавар блогаш, наушник шерша. А бой, цадеш лячу, но душу и психиатр, сендеш, дух получунде, цу отнарен, лич дуэ, шади хещан. Цу шимасал далуш, хади цепой, мадар. Китама эрдешу, кушава улбе, аналитика, в этичник шку блогаш, из-за час блочар, нет забаш, я сейчас, на самом деле блогаш, на русский блог, отслеживать ее, диагностировать ее информацию. Мича худу, мича хаш цунделовой аналитическую. Цабяш был халяти иду. Россия у нас 65% ловушку. Это значит Чечня на службе. Там 7% идет Казахстан.
После идет Европа где-то почти 30-35%. Остаток идет Турция, Ближний Восток, вот эти арабские страны, и остальное западное полушарие. Все дело душу. Просто вот эти именно диаграммы, в форме диаграмм, вот наши ребята, когда смотрят наши эфиры на YouTube-канале, в Телеграме, Ишажал наус, говорит, хоп, эфиры, хоп, бывают некоторые эфиры прямые, которые почти 75-85% слушаются из России. Россия, как мы знаем, в интернете представляется как бы Россией, но это Чечня. Все дело в Айгладу, что там, не думайте, что там, если мы сидим тут в Телеграме, как бы спорим с каким-то или арабом, или с каким-то другим ахлюсунщиком, или каким-то другим, каким-нибудь православным ахлюшка Хайдулаком, что это типа такая битва, верблюжья битва именно между нами. Нет, нас люди слушают. Бог, мабой, ног чечью, мою, циквахошен, аж штуку, нахбу, бахкебу, зудрибу, тегрибу, бахкенахбу, тигинахбу от 16 и выше. Не окрепшие умы, цель идеологию, войдуются, кудутеш, дуаглош, сатюш, военмаха, цель дукабеш, цумахкар, абол, боудряч, Европу все хотят, дукабеш уехать. Некоторые живут в Турции, какие-то там образовались диаспоры. Казахстан даже, 7% выходит, Казахстан. Просто там написано, аналитическая справка, вот именно кто нас сейчас слушает, этничный, я серьезно вам, без шуток. 7% Казахстан выходит. Даже в Казахстане, аж полновчий бац, вы году шмабуй. Так, хорошо, мы тут сидим в западном полушарии, тут как бы спорим о каких-то таких для нас низменных вещах выходит, что мы. Но нас люди слушают, все дела. Мы несем ответственность, моральную ответственность, в какой-то мере даже политическую, нравственную, морально-нравственную ответственность, потому что мы защищаем морально-нравственные ценности наши и представляем, сами того не подозревая, даже хотим мы того или не хотим мы того, еще раз повторяю, не хотим, но если вы говорите в прямом эфире, знайте, что вы косвенно или в прямой форме в какой-то мере представляете какие-то ценности. Давайте будем очень как бы, ответственно относиться к этому. Тем более те люди, которые хотят донести правду. Мы не говорим о тех людях, которые стараются там ахлюсунну распространить, или вот эти русские идеи рабские. Это понятно, с этими людьми ясно. Их даже им значение не надо придавать. Но если человек говорит от имени чеченской нации и хочет представляться как чеченец и говорит защищать правду, все те невзгоды, унижения, беды, еще раз повторяем, эти все вот эти вот нечеловеческие пытки, через которые прошли, проходят наши чеченцы. Поэтому мы должны быть на очень высоком уровне. Мы должны за свое каждое слово как бы, мы должны нести ответственность. На нас очень большая ответственность. Вот психиатр то, что сказал, как ребята выходили, вот это такая же ситуация. И возвращаясь к этой теме, про аналитику. Так вот, не забывайте, что когда мы что-то говорим, вот нас тоже там, Россия там будет, если, например, 60%, это значит Чечня, 100%, потому что в интернете Чечня выдается как Россия, как телефонная вот эта система, телефонные префиксы. Европа нас слушает, Турция и Казахстан. Понимаете, вот я просто был, когда увидел, когда Казахстан нас слушает. Какой интерес казахстанцам, чеченцам, там, которые сидят, да, слушают. Они слушают нас, они слушают, они наматывают на ус, сравнивают информацию, потому что та государственная, так называемая государственная, террористическая российская вот эта вот пропаганда, которая навязывается посредством вот этих телевизионных каналов, этих YouTube-каналов, Telegram-каналов, также через TikTok сейчас. Люди хотят знать правду, хотят сравнить. У них есть желание услышать как бы голос свободы, голос разума. Поэтому они слушают, на самом деле. Турция слушает там эти все. Хотя в Турции очень сильно хотят вот это распространить российскую идеологию, вот эту православную, ахлюсунну. Но все равно, несмотря на это, даже Турция нас слушает, чеченцы. А потом уже там идет Ближний Восток. И поэтому как бы мы несем ответственность. На нас ответственность, антитеррор. Так что ты давай, ты должен быть вообще высочайший уровень, класс эти шутки, дипломатичный. Ты победил уже антитеррор. Ты победил на самом деле зубы, да, мяч, а уже мягкая разворошительный, всю их несостоятельность, всю их ложную идеологию, всю их ложь, подлость, мерзость, ты все показал, как есть. Тебе уже бороться и не надо, ты просто должен поддерживать свой уровень
и работать над своим имиджем. Ты должен показать, что ты на самом деле антитеррор, пармак, чири, ну, все дело антитеррор. Иногда даже если хотят тебя чем-то задеть, не поддавайся на эмоции. СНБ, Хахоми, ваш Жимов, СНБ, давай подтягивайся тоже. Выходи на новый уровень уже общения, регулируй свой канал, сделай, как бы там какой-то устанавливай протокол, регламент, высочайший уровень ходишь, он, Иса Пайхамад, Ахдючен, на ладогу, так что давай тоже Иса Пайхамад. Уровень, лакат, халях, езвай, махвай, давайте Иса Пайхамад, кидыш, психиатр, статист, МД, Харнет, Пирвасмуча, Истангва, Харфо, Булат, Тулин. Мы говорим от имени нации, Махвай, не забывайте, нас слушают, ждут от нас правды. Поэтому мы должны быть очень дипломатичными, еще раз повторяю, эстетичными, высокоинтеллектуальными. Даже если у нас нет этого уровня, нарабатывать, стараться даже читать, общаться, как полагается, слушать умных людей, как они выступают, что они говорят, какие у них фразеологические обороты, какой у них словарный запас. Работать надо над этим. Вот в этом плане мы проводим прямой эфир. Мы выходим из окружения, как сказал психиатр. Очень правильная аналогия. Очень ко времени сделана аналогия. Психиатр. Баркал Дерис, очень хорошо. Видите, вот психиатр, даже я об этом даже не подумал, он взял аналогию, провел такую параллель. Мы в такой ситуации, он говорит, что безвыходные, уходим, подрываемся и идем в никуда. Но все равно, несмотря на это, мы не должны терять холодный рассудок, трезвый разум, именно владеть именно своими эмоциями. Это очень большая работа, трудная. Отсюда на нас очень большая ответственность. Давайте не будем об этом забывать. И хотелось бы добавить тому, что сказал психиатр по поводу этого выхода из окружения. Есть такой канал, мы не будем ему делать рекламу, который героизирует вот эти все наши жертвы чеченских молодых парней, ребят, мужчин, наших сестер. Хихикай там, шмель, гранатомет, РПГ, там, мы через речку прошли, там взорвались, мы притянули, похоронили, они все стали шахидами. Нет, в таком плане мы тоже не должны давать им пользоваться нашими погибшими, безвинно погибшими, молодыми и вообще нашей чеченской нации, людьми. Мы должны делать правильный анализ. Мы должны довести до широкой общественности, массы чеченской нации, что те жертвы неимоверны, что мы могли их избежать. И даже если эти жертвы произошли, что мы их не забыли, что мы о них помним, и что мы будем делать правильный анализ. Об этих бездарных, так называемых, как эмиры, командиры, о бездарном командовании, о том, что они к этому привели, к тому, что они к этому подогнали, к тому, как они бросали, как они подставляли. Мы будем говорить правду. Судя, еще раз напоминаем, по событиям в Сади-Кутаре мы сделаем цикл передач, по событиям в Грозном. Но для этого надо подготавливаться. Поэтому мы всегда будем анонсировать, подготавливаться к этим передачам и говорить правду, не приукрашая, не занижая и не стараясь скрыть правду. Потому что для нас важно, для чеченцев важно понять, что же все-таки с нами произошло. Это недостаточно, дорогие друзья, говорить «Хоми махва, ишахи чхала, ишпель дамойла, Аллах ахмуш». Нет, мечта, все орду. 4 века нас этими сказками кормят. Даже вот этот наш профессор Мариарти заходит и говорит, они шахиды, иншаллах, мы должны быть шахидами. Иншаллах, они получают удел Аллаха, иншаллах, и другие так сказать. Нет, хватит, в конце концов. Из 8 миллиардов постоянно чеченцы должны быть шахидами. Защищать какую-то непонятную уму. Нет. У нас нету сейчас ни государства, ни языка, ни паспорта, ни своей территории. Ничего у нас нет. На нас все ярлыки мира. Куда ни кинься, всегда. Там чеченец то сделал, тут чеченец то сделал, тут ножом ударил, там кого-то подстрелил, тут взорвался. Нам зачем это надо? Нам надо свое, махвать, свое. Давайте защищать свое. Давайте сделаем правильный анализ. Что произошло? Как произошло? Почему произошло? Какие были предпосылки? Кто к этому подводил? Что они делали? Эти имена, их надо оглашать. Ходить здесь. Мы не боремся ни против кого даже. Мы даже абсолютно ни к чему не призываем. Наоборот, мы говорим, соборги, сихмало, давайте успокоимся. Давайте просто говорить правду. Сади-Кутара, Чубиган, Икигина, Халк, Филитантика, Мадердич, Яхпинату, Шокпо, Ляниш, Абу, Арабу, Сади-Кутар, Чубехка, Чубалибу, Нахки, Шейдаумцева, Чучубали, на Ишпита-Битан, Кабайта, Гицани, 8 100 человек армия, на улице команде.
Шамиль Басаев с Хаттабом ушел в Ведено, потому что Хаттаб в городе не был. Жаль, Шамиль, арабский агент, русский, под-русский. И да, он Ведено, Чубаон, Варохпал, Лямнишко, через кого-то Шамиль, Тихичу, Массуэльку, Лямнишко, Масич, Денушка, переходишь, балаляш, вильтарот, стали, чуяч. Ня-ня-ня, от Галар, Арбольбу, Халбаганбу, Икигина, Фюйта, Борзя, Хуер изица, Нахе, Ехе, Харс, Хорсничу, Юхтига Хофпяч, Кидаунца, Юня, Бюджи, Мах, Бакванчута, Аве, Юня, Рачуду, Урдуэ, Чудига, Цигаиш, Келакисан, Лазиниш, Кибеш, Шейнацати, Кушбеш, Битабич, Горд, Ляла, Мадарди, здесь, а Цига, Икигина, Холкла, Юхтига, Ол, Ход, Махтян, Когда ты цадагайтан, это исторически так получается, ты попадаешь в плен, но мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с российским террористическим образованием, которое не уважает, не применяет никакие международные правовые нормативные акты, законодательства. Являясь военнопленными, они их осуждали, не то что осуждали, мучили как уголовников. И сейчас они сидят по уголовным статьям, хотя они являются военнопленными, они попадают под Женевскую конвенцию. Из-за Мадезмы, Бусалпина, из Касчица, Шахич, Калея, Гуняны, мы даже не знаем, какие у нас права. Международные конвенции, Шупебелш, независимое, суверенное государство, Чубяка, оккупирует Эмшда, Шайлум, Йогая, Шкарбякен, Болнах, военнопленный, Сан Хакцевич, как в уголовниках их сажали, там мучили вот этих Федеральной службы исправления наказания. Какой-то отпеш. Шаунядин, белый лебедь, черный лебедь, чукаешь, холпеш. И даже это мы даже не можем понять, донести. И шахич, маму, Аллах, бяхдабахан, белла, ишпош. Сабелла, иш, Аллах, бяхца, белла, шахич, бяхца, белла, шеймахка, даунду, чпойт, белла, шейдану, я, шекира, двагду. Ишкелакайся, шуйоги, Аллах, массуметел, и мажваши, мажваш. Хеда, я, швайош, через Грузию, через Азербайджан, из Турции, Ближний Восток, в Европе, массу Западе, хак, лучшую ношу, хочу эрвиш. Кэтышу, мы это все должны говорить, мы это хил, пол, бал, мы холктер, мы гардамяли оттанил, боку, ю и боку ходающий легче, цауняди скалышный мирьюч. Мы даже права свои, мы даже, нам не дают даже донести до человека, когда ты говоришь, что права моей, боку моей, худи боку, ключ моец. Мечадушу, эмили, генералы, инелч, тысячами шантяватен, и кигена, и тегри, Штаум лилдо командование шубо, тюбер, диабетен, лезингеш, партиш, там адагашу. Мечабушу, беш, волк, ишарба. Вы даже не можете даже понять, в каких международных правовых нормах, с какими законами надо за это бороться. Они подпадают под Женевскую конвенцию, это военнопленные. Вы должны были писать письма с Турции, Удугов, Мавлади, уголовник ты, государственный изменник. О, тебя мялил, ашо, и можешь Абу Хамза, кинешь, каши элнышешь, маерил. И хом чук весан, балик весан, и хамелшаш, тысячами, таган лертина, эзершка, тай эзершка, шейтахет был, нахтелак, и самбайка байта, леш нушу, Аллах, я абаган был. Эжватта, хайгер дирдит, мичаду нохчи хом, си мичаду, жоп хайгер дирдит. Таган нохчу, камелдеш, эшу тягот, это накелквеш, эшу жоп галцадис, в конце концов. Где эта ответственность? Конечно, у вас будут спрашивать, будем мы поднимать эти вопросы. А эти сайты вот эти все, вот эти вот русские православные, ахлюсуны, вот эти вот агентурные сайты, Нисо, Шмейсо, Хасан Халид, Оман Зами, Оман Си, Шуда, да, Ценшхуль Шуда, Си, Нисо, и Барти, Маршо, и Джамбулат Сулейманов, Жильпион, уголовник, государственный изменник. Хосанеш, Рамзан Апукаев, они в Европе, едает, Саян, Паёшев, Одина. Мы ничего не забыли, люди все знают, люди помнят. На, смотришь, это Эстебича, на, кучу, я заешь. Хаключ, Эфниду, Камил, Шусур, Шадек, Хакуш, Чукуш, Хажа, и Алла, Вож Алла, Кидек Алла. Люди знают все. Шугар, жвап, дез, чтобы это больше никогда не произошло. Поэтому это называется долг памяти, историческая память, правильный анализ ситуации. От Садик Отар, от Схалар, Арбольбол, еще раз повторяюсь, я и будем мы говорить, не только я, и все будут говорить. От Схалар, Эшкалакиса, от Схаскиш, дез один, от Схаскиш, Бассу Аурку,
Ишки под иранской чубахи, от зрала, солнце били, мой нах, новчи, яхил, сидол, кенки буй, юкер, марзу, шадол, ношкол, гил, кул, тадя, арбу идеологи, щупыш, холши, байкбадитен, это абар жамач, от слям школе гадани, арбе барай болта, жуар гайса идич. Тикела писан, инах, юхчигар. Президент, уйм, новчи, кому, хержану, президентом, даалдойшу. Чун умар, дугадяш, вар, на эшцигар, нах. Масхадов приказ, указ не давал о выходе из спроса. Позиции, бросайте, что это, что мажваш. Так и даун тролли. За организованно доулур дацер, хагул бил, и кигина. Эш Собяна, Мобеза. Но героически они вышли оттуда, несмотря ни на что, достойно. Шейнах битацебич, тихо бяш, от скигич нага, от забич, воду, хуш, воду и бухало. Вот чалячи, блазиниш, шапыш, дахыш. Шах бойлыш, а что хавлю, хочу элишать, которых вас сейчас героизируют. Хотя бы, иншаллах, муджахид мау, васаев, шамиль, муджахид мау, шахид мау, вечут, мегатати. У них всех были, Илаева были ошибки, того были ошибки. Нет, братья, дорогие мои друзья, были ошибки, но надо отвечать. Арабиуш, Чаквель, Алханкала, начался их путь тяжелый. Алханкала, Закиюр, Шамиюр, Котарюр, Хамби Ирзи, Ихичу, Югослямнишку, Хверсни, Шатой, Итумкали, Идаумтрач, Грузинский, Оняди, Доз, Дахвела, Даумцахель, Басаевар, Ишхатайбар, Жальч Ахмадовар, Ведено, кто убежал в Грузию, Даумцар, вот эти вот так называемые амиры, арабские слова, здесь амиры, Садик, вот Чувалина, Эзашка был, Тигинах, Кебеш, Лазин был, Нах, Бухар, Шейгобин, Жабка, Лет, Дау, Санба часов почти, Эйсон, от Зюрча, Халкбилет, Эхка, Отцел, изможденный, больше Чубяхта, Шейочу, обмундирование, я амуниции, я боеприпас, я патрон, доча, Шегмел было, Шегмел дело, Галуин тебя, от следующего, от свой яхил, от свой напос, Швежер, Штейш, изудок станет тебя. Висница, около 350-450, был под развалины, Лазин, Целазин, совсем чушун царишь, кидать, вот УАЗик щу, за вот надо. Автозак, что пешкеги, межешь, царь, Лазин, имеешь, прикладчаешь, кидайгаш. Поезд состав чупаешь, набеган, военнопленный будешь. Халк от себя просто. Гилай ушел с 80 человек, убежал оттуда, как трус последний. Давайте мне объясните логически, как он остался один. 5-6 тысяч хватанул. Тогда, ща ушел в Грузию, уходил. Да, он герой, он умел воевать, мы не говорим, он мужественный был человек, смелый, мы это тоже признаем. Но как командир, как командующий, как генерал, к чему он пришел? И мы это тоже должны анализировать, говорить правду. Где его тактические какие-то победы, стратегические какие-то у него там были планы, где этот Басаев ходил? Где ходили другие вот эти вот генералы, амиры, муджаиды, большие муджаиды, как они говорят, большой муджаид, малый, большой амирик, как есть, бог амирик, как есть, бог муджаиды, как есть. Эш халк мабина инах, от садик отра, инзари, галар арак бян эшкиш. И от садик отра, бин тебя полностью халк мабиташ, кадбин. Вот я в школу, я мало, и вот возрастающий, виртуалёшка, танкшта, они, я, Лелга البيبش بيرزو السن أطلوم حلبي جنيو أطلوم الأطخيش شو بوش كأدبش مش لازموش أط غالبين ساعات كده تشوف كده حب بيتاش ده بيتاش полностью эх ювахиш делаешь это где материал что шнель материал الحمد муджай говорит шахи клей يلسمن يهويس جنة فيردوس هو فيردوس جرمن جنة يلسمن شو هو يخمي شو خش إيه العملية Отдай гума боятся, ты что, я гума боятся. Очваген, конечно, а ты хочешь, что кигичварыш. И умштич, героизировать дешь. Вы героизируете напрасные смерти, ошибки, самые главные ошибки сейчас в истории. Вы героизируете, преподносите как какие-то победы. Вместо того, чтобы делать правильный анализ, чтобы это больше с нами никогда не произошло. Sünder i bol bu biz wey maqboy. Wey abon bu wey maqboy sida biz. Ich bit wat biz. Da razo obol dolce.
Del ter bisenche, teche, imanya, naksan isha, islamia, sober Leute. Del gerst dual benchen, masayna tapas benchen. Del ten aur, te sinuash, te domish, te ishmicha hudu kuks, tako itil, te tenische. Dog los koi kona. Del wait sat imado itil isando, itashbechkin, itemsh, iballersh, ihalbol bol, odol nach, ihal boil bol, weig, hal boil bol, hal boil, bol, the odol schnaga, ler doil way. Del wait sat imado itil is, del ash doil way, ham, mis peka ham. Dog los, you got after bochwood. It's am a boch that, what's any day. Tiny gal, that's way. Jetzt einige Hummer da cash that we wish to it and do the ass the ball book with büchte. Ja, die kan met kwartaal wat veel door zie zullen daar wij komen sima door het deal. Wij benchen en dalmola. Zie die do is bits weer wat. Aan bod do is wat de kaartje wil naga wij bits is. Zeker del do gaal toch iets is. Dik niet della. Het met de mail wel turpel wel ona wel aan bod do het met de leder loyaler. Het met de zo hobo weer. Het met de zo niche boch nog en dan kalkuliten. Is dat de is maar und der Chakipo is nog voor zum bod de duistere. Is iets er emirs ja shataran wen khili kushlo. Sah boish leis lios. От Украины чукуш, кузарани Украины чукуш, кушуня. Цул халга сирия, дабиган. Вот, шевай, пищу, сир, диквалиш махкой. Сирия, вай, гуда да ищу. Зачем нам это Сирия вообще? Тебе dabon около 7 тысяч адам делах цигавы, новчи цера, кузаринца. Хинца бук изуду цигав, охца, дабиган. Просто сделайте правильный анализ. Сопоставьте факты. Уалейш вообще какой у нас интерес ни исторический, ни стратегический, ни культурный. Связи учил в арабском мире. Сирии чудо. И самое главное, махкой. Со стороны России чухиснерцига, эмбло бубош, военная полиция Российской Федерации, новчи. Фузара буджает бубош. Уалейш, вот сумма, скажем, анализе, какой шахид, какой муджайд, вот, и термин шаяф, мы уже 35 лет термины шахид, муджайд, бессмысленный, дешный шмадович, который не представляет никакой ценности, никакой, абсолютно. Это сказки все. Я вот не говорю, я вот не сын, я вот культивирую, и чаву, покупали, аска, то вырвать, там, все велошу, это свой два штуку за, ну, штуку нахуй. А так говорят, что лучше все будет, что 72 штуку, найдите, что зажим, жам, что еще. Ладно, один и так он борзю, он еще да гина хо. Он так вот, он два штука, что зажим полич, надувчает, зажим. Масал пицца, два штука, он ватер. إذا حاولت أوكرانيا ضد يحرس حياتش سير دعيتش نوخشي بقى وخير شوي هم دواش دلام. دير شوي واتي هم تلودوي واتر. Berkel laureat تعوز there is سام يقول شو تدالي أنور بيحك ما بيلش فيسكو هذا شو حال. يا أسم إذا حال تو أوكرانيا ده آخر أسم ونوخشي هلك بيش دير سعيتش بو سير دعيتش بو نوخشي وديرو. عجل ماكو وين يقري ما حاشو حاش شو وين يقري دير شوي ويقوم كيف يقري ليلة بوش ليلة هم دواش نوم فيسكو. خشي خشو маршто шу ит чуе лаксох чувени тажим ладур дос шу тем юитахан или просто решили Вей там был бал юкой. бал со как раз так книги шерсо загадки Пармата Руслан Нашхоев тоже бай нохчи писатель вся наша элита Тарлейн Бала
как они, выдержав, уходили из жизни, например, Сулейманов, по-моему. Плохо нам будет с этими словами. Парализованный, в постели, не выдержав всего этого, тоже ушел из жизни. Еще этот, еще один, я уже не буду назад уходить книги. Еще один в 96-м году скончался. Ишта, та грустную историю читаю, и холодер на душе. Потом увидела вас, что вы здесь в эфире, и чуяла, скажем, отвлечься, да. Yerin kulala hayula aydega dek hadisa we lodu oron we masir azli sho des du we nochi qom azli shwe $6 we shavik ushu jima waqa masir az we sho des du ushu yiti diz zuda waqa jima tag wala abi wach stiga lu we nuqi en hash sundosh lu we stiga a mikrofon letjo stiga Висткол шво je iskol šo došlo do. Молчит, упорно молчит. Дела, вы, Бислан, Сычоев, чеченец, Хуичу, ник е Рюбодгач, упорно тянет руку, дадим слово ему. Пожалуйста, ваш микрофон включен. Бислан Сычоев, говорите. ديك مولدك كوتشو يا يروح فضل شنو قوم انت يعني سجح حقوش دك مود وصون حقره سجح يسمي بس نارني شاستيات قوم دون يسمي يساعدون كيرتك دون يساعدون أصلية دون كنتي بوي دون إيش هلك بين حقوش صوت قصون وبشيء اختاروا يتوان بوي إز دون شن ورا ديلنا عاصيتك إذا شمول البوخ صابيوخم يا أنا إذا تخينا أنالوجيشنا إزاي وخبرستو دون في الخريق تخينا تورسينو يقيقنا Het duurt naast de week. Het ligt heel keertje. Eerder gedaan. Nog zo van halk dingen. Daar is het ecologie. Is analogie goed. طبعا it's each keer يبغى شو من أمل ده حق دول شوات زكا يوي ده دي أخي تعدد مرة زوت أبو زاد بيوم تورسيا إزاي يناخ بوي إيش وبشيء أمل ده يشوش بعد إيش تبع العبيش بو شين جت ده دعنش دوش ديلي هون ده شيء والشرطة متاع просто на заклание دون ورجو просто жертву принесли إيش بقي أمير شخير إيش كيجي أمير شخير إيش عشان تعدق طلعت دون شا أمير هو الأول تج فايدين باتش اللي يشوري أمير مش دالات رأسون إيش تعباتش وش الحلقة والفولك ووديت إيش أتوي هذا ديش مدريت وشين شيخ ديش هذا أخي تنكنش إمبيري هو يتغش مباتري إيش دون تيمبولي إمبيري قول شوي لولا ديها سيها زدش مدريش أي سوبيكتشين دون فايدا يتكاج جلاس دون 100 جرام مي مشتا ويبي 100 جرام بوش تانا أو دون مي بيرني بريسياجس ويخ بريدكو بوش الدو حدا بين بولتوان بولي إز أتيج سنتوان بولي نوختي قام إيش صار ديستويت نصع ميجنرال إتهم اختياشات يشان سويت كسيوز رزولي تلتشينا دينوس تقول دحشي ويا سولتي أبي ويتين تشين قشيتي خوالن دا زوجة والمرتون سخينا تأكيد على سويت كسيوز رزولي تلتشينا وش سيوزنا ريسبوبليكسن на союзный это статус моей сухена уровень союзных республик. Да, еще мега думач, еще могут думать, что دينيروي ورا ديش قاعدين تعيشتا صبود يش ويتقام خلال بلنتين ويقام خلال غير تاقيوي دقنش حاجة دال ديونا يطول محبل اللي اشتات بحندنا تاع نيورياتني صوتي يري ديونا مخلاح أدنم صلون دوحلة توام ديونا خذ عديد زنير ديونا نخشي كنت شارب ولا مار شوية عوجل بوش لوزنج شولش بنتو أم بري سون دق دوغ ديونا سو سويديت الأوخيل اسلامي بيرو توام الشوز لو توام ما تعزي ما حيقة دوش تجنا مش تدوش خاش ما دري سونا بريمير دينوس واسمه جودا وجه خوش دري إزدون دينوس واسمه دينوس ديواتي جودا هون دالش بس ما خادون يخي خوتن سنة وستي بر أخران كشكاح خيش حتى شاش حالة شاش ورس مرتين دق داش دات على سنة ما خادو نسنا نجوارد عوري سنة وصلوا البنت شو نبريمير ورس مرتين ما ينفكن في اليوم بعرف
ورس مرتان كونفليكت يستغل شو عيد خلا مسخادوي تاق يوها بيرش بعن مسام ديل دون شنو خد عمل كدير احمد وردون شيء يوتا عاش دون افترضت ما تشست وي قام تحلك دوين بوست هركنتي هلك برغول دو لا يتحم مش كان قيسنا هلك بنا اذا شمو المويه كلوجي كيوي داشي كلوجا دون لتني ريزيدنس خلت شمو اللي كيوي حزمني ريزيدنس خلتن ايش دعبانه تعتبش انجلع بوطان وش турция عبو вот я не могу понять, какое они имеют моральное право говорить за какую-то Ичкерию, не знаю, за что, когда и кенти хеллак бин хильч, жертву принести бин хильч. Бессмысленные бойни майер, им просто их хотя бы они распустили бы, я не знаю, войны выборши, ухца гелёган, иревы от империи, признать, да, ошибка из-за голдал хумадати. Но انت اتصل هلك بين كنتي تيت ايه هيوش ما ديسني ويقام دون شو تايدي تشي دون ده سام دون شيء توم دون هو على каждый чего дон масит берда диш дон кенти дон это считай тысячи это умножить на 5 10 20 лет 100 лет это можно сказать миллион населения мы потеряли самый качественный видео генофонд дон и что мы ждок дон نقشي قام تعزيم حيق اللي دا ديز دا طيع بيت كيوين Barkal, ik aldo шумом дейца бодигеш. Масал iets учун, масал iets ахунду. Давайте снова дадим слово Стиглу. Если Стигл не будет говорить, дадим слово другому спикеру. Стигл, вам слово. Вы можете просто сказать, что вы не будете говорить, Стигл. Поэтому как бы мы впредь можем вам слово даже не давать. Просто нам очень важно, чтобы люди хотя бы выражались. В печатном формате бегущей строкой наши модераторы вывели, что Стигл говорит, пока говорить не буду. Понятно, все, никаких проблем. Кто не может говорить, пожалуйста, хотя бы пишите в печатном чате, чтобы мы хотя бы понимали, с кем мы имеем дело и почему люди не могут говорить. Спасибо. Все, услышали, увидели. Огромное спасибо. Давайте тогда дадим слово Харнету, потому что Харнет тоже правильно всегда делает анализы, выводы. Харнет, что вы думаете по тому, что было сказано? Вам слово. Лауреат, да, мусульма не сду, пока дюч нормально дарит, да, ма шадерги дикду, но и в практике применить домодвилделения на дик духу дадют, сизрашт, сачо дик дистардует, а сачо ой пух прах даску сруе, да, сиш дадвилделериза, йо. أول بقي ده تبوي صعبوي كروش ده سكور خلرتون يخسرنا يوص عن نيس نقطة ده قطعوا ليرو إذا إيش جرجوه هنا واسطة вообще شين ديرلو خاطر شن روكلو شوا وازر نكسن ويتيم لا يوتشيغ وجه أربولر شو بولر هالدات إذا سون سوق خاتش ويا تا إشتا كوشن هيري ناتس عشا إتون خان ويدي لتين ده تا إفير يلا تون إلي تا цикл эфиров يلا يغوق полностью короче да разобрать да дишь дуал гетсон и он дальше ой так язык хагадоя так его как будто цанаган лириерш дэшхули ладуэрзу يغوق дой ой إتون полностью пол еще хил тяж был нахай шадереги мусума حسدي صح وينزي цанаг героиш بنا يجتمع باليربوش دой хотя تعبر شو ننزل شو بقدر ديس لعبل تبلا تغاشون بلشان دال جاش دوال دال غازوت قبل دوال سيرسان دال تعهما دات نو بلا بوخ بوشون ودان شيء غيلا بول عشنا سو دقم مش خزت سو نغلاتنا هينس نوالني وباخ ويل например так что и что жду лауреат дересал дождан его велион. Все понятно. Понятно, позиция ясна. Конечно, будем разбирать детально, потому что мы никуда пока не спешим. Будем детально все разбирать, по косточкам будем все раскладывать, собирать, снова раскладывать, собирать, очищать, как в лабораторных условиях, когда проводятся археологические раскопки и стараются как бы все восстановить, будем разбирать, собирать, разбирать, очищать, омывать, склеивать, расклеивать, проводить ДНК-анализы,
на, как это называется, есть новый метод такой, на молекулярной основе, но это там с карбоновыми какими-то методиками для сравнения. Будем разрабатывать. Ну, будем работать над этим вопросом, потому что работу надо все-таки проводить по-любому. В любом случае на нас есть это вот эта ответственность, поэтому войдите здесь. Так, давайте дадим слово Нохчу, потому что Нохчу может нам, наверное, что-то интересное сказать. И к нам, да, как раз Нохчу тянет руку. Пожалуйста, вам слово, Нохчу. Что? Нохчу с чеченской латиницей, который написан Нохчу. Слышите нас, Urek, Нохчу? можно сделать мистер Уорса. Я Говорите, здесь, Вахар. скажи, вот. Нагидуй. Говорите, Вахар, слушаем. Второй там был, духом там дичь, да, свой. Второй там был, шазгал, доллар, и вот эту картину мы видим. Об цулте ахилогия, до этого ахилогия, и домадар дистиш, модай гумштас, и шадик декца да, и еще вот там был, шайна, وشو مثلا خاخ وشو республика гвардиер шариатский. Цигама сарамет театр подвижник шбар вага безми подвижник шбар мелил метя церна бар тагити мелил конторшка мелил мичуачион ما церна бар إيه так и كنتي اشتغل دير بالي داس قيمة دير واتن داس أربولر نستلي دقو قلقي إز دي واتس دي إز كنتي أشتغل داس إذا ديس نوين مجر داس يهمش داس ياردل بوكوالنا داس شولش قوش دينا تق اتن هرب ملو أروي أحمد حاجي تنقونا بيش خوشا بيش بوغا بيش إميل خليل اتسع السيستمش يقع خلبول إناخ باس إمجواشين بول إناخ أتار إبيرش يو أردل تشيتسدوش دات يو أتشور أردل أتسو تشينشوش بولش يحتسبوش دات دوات بيش مبرش دالي واش مبرش بيش مباتريك أنتي настолько беспределешен он, да, ящик, да, и ходишь, дуэни, дис вейс, саму эрдуис, и халха цахума куси ван, и главный долхум кайл да кэрт, и садяка куси расоли, и уж бугадек, да, из не, я страшный дершун вейс, давай дершун вей прям кета, это бубош бол это جامعات قيش هر كنتي عربي لا داس صديحر وبيرش دايتي غير راربوش حين عدات تان غنا واصل صديش تان بدرش سياش تان يحكم تخليش دات عني اغو دات او شيء وي شيء تشوعي او شيء جامعات ماجنيكش دينات تشوع и تأرم بين عيوني ذات شيء ريزولتات يش بوش يوليا بيرش دعلي دايتي شابش بوبوش بول شيء государство تحليش بول كنتي ذات в открытую بيرخسر بلا بيرخ настолько беспредельно дарис Беркл дерис Бехмобил, Лауреат, можно я тоже добавлю кое-что? Да? Я тоже... Вот к тому, что Вахар сказал, мне что-то захотелось, вспомнилась история тоже, как их сдавали. 3 раза мой брат тоже вот так вот убегал. 1 раз прям на БТРах приехали, я помню этот день как сегодня. И как-то в эфире, в одном из эфиров мы обсуждали тему насчет гантимировского вот этого ОМОНа. У нас соседи были, и они, ну, благодаря им, этим мальчишкам из Салаш, короче, так получилось, что они помогли. Ну, вышли от раз и не дали его забрать. А так нас уже всех вывели, то есть, ну, мы думали уже все, значит, таких случаев очень много было, и конкретно с моим братом это 3 раза было. И вот так вот и ночи милиционеры, ну, как бы, агенты ОМОН Олорцанах, вот так вот его спасли благодаря этим ребятам. Хотела дополнить к тому, что Вахар говорил. Да.
Ташидош Амеги. Да, Да, вы угрок маста. Вы угрок маста. Ша цан хуман. Гал хилч хане ша одиночку. Шегдалук дич хане. Тунах цабок шегар поэт хулумат вортагана. Угур важный як организацию. Общий мысль, общее направление. Тунах бардак цееш цан аур и даяхар. Иду воспитать дадешь, ваш мушить дадешь. Хазмегаг ледра бош, хамел тя. Каше алер тя хазмегаг чоо бош. Цабол вадек шхой бу, сам камал деш ляча даб поле юка экшиеник да шутухцар. Так эфир юле эфир да хочоша, начале середина конце хайходиш, даже зударш юка экнвист хилмег жду, божеш мег ждачунар. Хотя бы так это сажимал юх бола, мы говорим. Зудаш и баква даельчи, наверное, мы выиграли бы на этом. Да, какой-то надо регламент или протокол устанавливать. Да. Хотелось бы добавить насчет того, что сказала Седа. Многие всегда стараются, особенно вот эти вот сейчас сайтах, которые распространяются, эти православные охрущущики, всегда хотят разделить чеченскую нацию там. Мусульмане, не мусульмане, это. Но у нас все-таки очень более тяжелые исторические процессы, чем наша нация проходила через катаклизмы, на нас напала империя, и поэтому давайте все-таки будем делать правильные выводы. Те, не все, конечно же, но те люди, которые пошли в Гантимировскую так называемую милицию, просто дали им название Гантимировская, но там очень многие Яхилшпёрсткенты были, новчи, Скира, Гогбуш, Хал, Туан, Бени, Туанца, Бени, да, Ошлец, Хилвай, новчи, Хомя, Гогбуш, Бокпоста, Лапеги, Ласица, Яшкиш, Раскашка, новчи, Хабуш, Кедегдеш, Хил, Хадеем, Дуис, Юга, وين نخبي يقطعنش وزغاس كشبح كتن بو أربع بور مسارة بوتنا فتوى ده كان شابك دي أولي визбуш. Акцар идти, а ничего новче шута. Вукарати, а да дугала. Ну да, конечно же, гинсилвы, айдлабол, так называемые люди, это, конечно же, уже ждаболь нахбу, мы как бы не будем сегодня обсуждать эту тему. Но они, не всех надо обвинять. Это просто какая-то есть верхушка. А те структуры, которые за ним стоят, мы не можем всех поголовно тоже бить, потому что это называется, это через исторические процессы переходят все нации. Нам нужен какой-то национальный консенсус. Мы должны четко как бы определить роль ответственности каждого, именно вину, именно кто чем занимался, кто виноват, кто не виноват, кто призывал, кто не призывал. Кто пролил первую кровь, кто не пролил первую кровь. А так, голословно, всех обвинить, сказать, вот все гантимировцы плохие, вот все такие-то плохие, вот все ямадайцы. Где сегодня Ямадаев? Где его ямадаевская банда? Его нету. Все. Как Рушкин, он перестал быть интересным, его убрали, все. Его отряды ГРУ, которые были подведомственны ГРУ, под прямым командованием ГРУ, расформировали и отдали ведомство МВД. А когда это перешло в МВД, мы знаем, кому это перешло. Где отряд Байсарова, Мавлади Байсарова, Горец? Это был отряд ФСБ. И вот так вот надо все это четко, как бы. Где Рамзан Джамалханов, Сурсматана был, бывший начальник райотдела, который был под командованием амиров, Ахмадовых был тоже, один из амиров Джамаат. Такие как он, Цагарай, вот это все надо, Аби Барай, все это надо раскладывать по полочкам. Там над нами очень сильно поработала Россия. И поэтому всех голословно обвинять. Вот эти чеченцы плохие, и к тому, что призывает нас. Это обратно же все политика России на руку им. Чтобы у нас было всегда кровопролитие. Вот эти вот НИСО, ШМИС, вот эти все тузики, шмузики, карапузики, это же агенты Русни. Им не нужен национальный консенсус. Им нужно, чтобы было кровопролитие, чтобы русские могли говорить, вот видите, какие они дикие мусульмане, шариатчики. А если нету России, то они все друг друга перережут. А в России там наводит порядок и им доносит цивилизацию. А нам, мы им говорим, нам не нужна Россия, нам не нужен ваш ислам, нам не нужен ваш шариат. Оставьте нас спокойно. Все, уходите к себе, забирайте ислам, русский православный Ахрусуна шариат, русское золотое кольцо, забирайте всех своих арабов, забирайте всех тех людей, которые хотят жить с Россией, с какой бы стороны ни были. Мюриды, не хочу мюриды, ауды вирдя,
жир хахуш беши, тайкуш беши, ахлюсунщики. Кто сейчас в власти, тоже этих всех национальных лидеров, тоже забирайте их к себе к чертям собачьим, живите там с ними. Оставьте нашу чешскую нацию. У нас совсем другая культура, у нас совсем другие идеалы, ценности. Мы за свободу, за права, за равенство, за наш народ, за нашу нацию, за нашу культуру, за нашу конституцию, в конце концов. Кто бы что ни говорил, но конституция 1992 года, если просто почитать от и до, эта конституция, она вечна. Там все ценности человечества, универсальные ценности человечества взяты. Там дается право каждому. Там провозглашается наше чеченское государство, национальное, которое вливается очень гармонично в международное правовое поле. С этой конституцией, вот говорят, вот адат, меча душу язен, у вас нет вписанных адатов. Этот исторический процесс, который происходил на протяжении 450-летней или 500-летней конфронтации с Россией с тех пор, как они пришли на Кавказ, это все вылилось и заключилось, и было заключение сделано этого всего чеченской нашей нации, нашими интеллектуалами, нашими чеченцами. Конституция 1992 года. Если кому интересно, просто почитайте эту конституцию и весь свод наших законов, адатов, обычаев, от шлюха в соответствии с международным правом. Пожалуйста, если вам нужны писанные адаты, пожалуйста, читайте эту конституцию, и там все четко, все расписано. Это наш основополагающий закон, это фундамент, это цементирование нашей нации. Это все, на что мы должны ссылаться в какой-то мере. Это писанные законы Чечни и чеченцев. Так, давайте дадим слово. Так, хорошо. Так, Вени, два слова. Не забывайте, Да, кто можете поймал добавить, Буданова. Буданова, кто поймал, арестовал. Не забывайте. Что вы хотели сказать? Ну и пророссийский милиционер Ватер, Буданов, кто арестовал, Милваре. Ну, я не знаю, можете напомнить. Да, извиняюсь, это был парень с Тенгичу, чеченец. Даже сейчас, подождите, я сейчас вам скажу. Да, говорите, я вам даже имя, фамилию назову. Говорите. Можно я скажу? Баташ, фамилию Уира Тенгчур. Танин Хуайбу Цигасун Бойз. Я сейчас Баташа Ларбари Уща. Ну, в общем, и Тенгчур Кантукас. Он его поймал по горячим следам сразу же. Вис вис орцдах арвелчхен. Это он прошелся тхунюха, тханенхуа, шанюха, ашуи. И все село вышло в тот вечер Цусюран. Они все отправились туда, к этим, белые вот эти, как флаги эти, еще их не подпустили, потом он об этом узнал, и Кантанхин, и он сразу же прямо прямиком в эту часть их пошел, и Буданов, ну, между ними стычка произошла, по-моему, ранили его еще, и Кант в ногу, что ли, или Буданова ранили. В общем, Буданов и пистолет, но он добился того, чтобы они выдали ее тело уже цигеркшей. И в ту ночь сразу от в ту ночь они ее выдали, на утро, то есть выдали ее утром. И теперь Церчарк Чуиган сначала Лича Яшишта, потом только родителям. Ну, подробности сейчас я некоторые не помню. Тащичи дуаттагер и танхейнер яриши. И они до сих пор иногда ее приглашают в гости, дарят подарки, бизом хеч. Ишт. واحد يرقص كان سوغل سوغل ده شو قضاء Яр. Был милиционер, который как раз
в Урус-Мартановском райотделе работал, так называемым временным. И они как бы, ну я вел новший кенти букуш, где бы они ни были, милиционеров, где бы он ни был, Кира Догдош, новший кент холающий от Юртарво, Шиют, Хуя, Изина, Элтыш, Шина Осли Эц, Шейдоу Герзен, Зани, Эциелс, Ашипо, Автомат Эц. Хезен, Хумжнукаш, Давон, от части прям военный царь, очень комендант, Мартан, Тевон, Эллацу, Шу, подконтрольный и части от новший Юа, Изина, Наксан и Бог Делаха, Шамана Бугошил, Бьюхом, Яцигах, как раз он в Чечне не был, Бухэлэн, мы как бы народные волнения нам не нужны, Наксан и Бог Делаха, пожалуйста, ща, Хавору, Цуцани Бабам, прям хаккан, в части чутмо, и Бьюх Хакаяци, Юрий Буданов Бош, Маламель, Альшхала, Боцигауц, Ши, от Спалах, Ахчут Богана, Шига Герсту Орхала, Цедасту Орхала, от Новчи, от Шинка, Новчи Яхил, Анту, Хачи Яци, Юрий Буданов ушел. Вот смотрите, комендант Бодыгящица, видать, какой-то у него тоже была честь, какой-то человеческая какая-то в нем была сущность, видать, этого коменданта Урус-Мартановского, так называемого временного коменданта военного российского офицера какой-то, не знаю, генерала какой-то, забыл его фамилию, имя. И он как бы, они его... Да, ну, сейчас мы как бы найдем имя этого чеченца. Да, говорите, если кто хочет... Баталов Вахид, Дагесун, Баталов еще фамилия. Да, Баталова, да, кстати, это Баталов Вахид, Массара, все вот это, с этого села Тянгичу, о нем очень хорошо отзывались, говорят, о, я жди, из Баталов Вахид. Так что, Вай Махвай, мы не должны забывать наших героев, с какой бы стороны не были. С той, с этой. Вай Бивачун, Вай главное, Вай Нохчи Яхил, Шикома, Доглошкову, Вай Мухавелага, Шикома, Доглош, Чекбой, Мабуй, Кенти. Эзершка, Нохчи, Келарбокш. Эзершка, от Зганской Жготча, Галбойчар, Вай Си, Ин, Нохчи, Це, Ин, и Пачал, Тахватетка, Шхайга, Бельбу. Дахилган, Олица, Дахилган, Батиш, Бельбуш. Кто верит в эти сказки, это не надо тоже людей в заблуждение вводить. Белла, Ждалгашваца, Массана. Но и те люди, которые с другой стороны были вынуждены быть с другой стороны тоже за свою нацию, видя это горе чеченское, их проводили через блокпосты, вырывали из рук этих русских оккупантов, всех этих русских террористических банд, которые бесчинствовали на территории Чеченской Республики. Тоже им надо отдать должное. Его звали Вахат Алиевич Баталов. 17 апреля 1961 года родился в селении Тянгичу, Чеченской Республики. 11 марта 2002 года умер в селении Мартачу, Чечня. Милиционер. По званию он дослужился до полковника, бывший начальник регионального управления по борьбе с организованной преступностью ГУБОК Чеченской Республики. Так что и к этому бить подсобишу. Подорвали его, племянник Шцан Мащанчуа. Да. Вы хозяин, получается, хочешь, объективный, дуевой, хочешь, чтобы не занимать никакую позицию. Хотя позиция, у нас только прочеченская позиция. Вахид Баталова, Кира Догдош, Яхил, Штикканхала, из Массана, Бюча, Сун Хезен, Войнаган Хезна, Сунил, Вэчун, Сидя, Шацун, Сун Оле, Пюшел Доквай, Далва, Нохшумата, Иштмутсун, Пюшел Доквай, Диктат, Каларна Цундер, Хопифюча, Вэчун, Цейк, Нохшу, Бюча, Дел Рейс, Хулил, Ихтинчарна, Дел Собор Луаль, Бисанчарна, Дел Гешлаль, от Вахидина, Сун Сполна, Ошчина, Дел Рейс, Хулил, Кюмдаца, Имейл Туатуан, Ишамел, Тянчу, заблокировать, Тучу Арвала, Чуала, Мичуочку, Гарбио, Люрзам, Флохес, Кюмдаца, и он Халтуан, Имейл Туан, Отцан Мащанча, Цакови, Балабан, и полковник, Губошел, танков, бригады, Шамановский, банд формирования, Шукрет, Халяц, Кюмдац, Хавали, Нахцайс. Цанни, Жаматик, Цадалундик, Нахцай, на самом деле. Дел Рейс, Хулюца. Вайт Батала родился 17 апреля 1961 года в многодетной семье в селении Тянчу, расположенном в Урус-Мартанском районе. Это предгорное селение. Выходец из Тейпа Гендергло, его мать принадлежала к Тейпу Беной из Урус-Мартана. Проходил срочную службу в вооруженных силах СССР. По окончании службы в 1981 году поступил на обучение в Астраханскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. По окончании работал в системе ОБХСС, отдел по борьбе с
социальными преступлениями, ОБХС, чтобы знали, о чем говорится. Чечено-Ингушская ССР. В заочной форме обучения получил высшее образование в Чечено-Ингушском государственном университете имени так называемого Льва Николаевича Толстого, тоже русского террориста, имперца, бандюгана, который приезжал в Чечню убивать чеченцев, и в честь которого хотят назвать селение Толстоюрт, но это не селение Толстоюрт, никогда им не было и не будет, это Дойкер Ойл, чтобы все знали, мерзавцы, подлые национал-предатели и русские колонисты и террористы. Селение Дойкер Ойл, никогда оно не будет Толстоюртом. А Толстой русский, мерзкий, подлый мерзавец, убийца чешской нации. Мы все помним и не забываем. Это как бы справка от редакции. В период Первой Чеченской войны вынужден был покинуть Чечню и работать в органах внутренних дел в разных регионах Российской Федерации. Как мы видим, он кадровый милиционер еще с советских времен. Это не какой-то там ХЧЛ, который сегодня был муджахидом, а уже вечером он стал милиционером в так называемых рядах русской милиции, которые на сегодняшний день, эти все банды, которые сформировали на территории Чеченской Республики, и которым дают клички, то они ямадайцы, то они байсаровцы, то они там еще. Но мы понимаем, о чем мы говорим. Кадровый, образованный молодой человек был, хотел служить, сделать карьерный рост, быть полезным себе, своей семье, своей родине, своему народу, своей нации. Патриот, был патриотом своей нации. В период Первой Чеченской войны вынужден был покинуть Чечню и работать в органах внутренних дел в разных регионах Российской Федерации. С 1999 года, после начала Второй Чеченской войны, находясь в должности начальника Рубок-Чеченской Республики, принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Был известен помощью жителям Чечни, необоснованно удерживаемых федеральными властями по подозрению в причастности к НВФ, незаконным так называемым вооруженным формированиям, которым причисляло российское террористическое образование. Занимался помощью и спасением своих чеченских соотечественников. Вот чем он занимался сам. Принимал активное участие в задержании полковника российской армии Юрия Буданова по обвинению в убийстве Эльзы Кунгаевой, имевшим большой общественный резонанс. Проходил по судебному делу Буданова как свидетель. На вторую половину 2001 года занимал должность начальника РУБОК по Урус-Мартанского района Чеченской Республики. 17 октября 2001 года при приближении к селу Кангичу был обстрелян из автоматического оружия автомобиль Нива, в котором находились Вагат Баталов, его водитель, сотрудник милиции дорожно-патрульной службы. Водитель от полученных ранений скончался, а Баталов, получив 11 пулевых ранений, в тяжелом состоянии был доставлен в военный госпиталь в Начике. По излечению вновь приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Про смерть, как он погиб. 11 марта 2002 года по дороге между селениями Мартачу и Тянгичу Смутанского района был взорван автомобиль «Волга», на котором перемещались Вагат Баталов и трое его родственников, также являвшихся сотрудниками милиции. В результате покушения погибли все четверо, находившихся в машине. Основной версией убийства считается служебная деятельность погибших. Понимаете, их тоже подставляли русские, вот этих всех милиционеров чеченских, которые работали на благо и во благо своей нации. Их тоже русское ФСБ, они их подставляли и убивали. А на их место ставили вообще беспринципных, подлых, мерзких национал-предателей. И таким образом мы пришли к тому плачевному состоянию, в котором мы сейчас находимся. А все патриоты были просто вычищены, убиты, уничтожены. А с двух сторон. И те, которые были в так называемых российских правоохранительных, но на самом деле правонарушительных структурах, и те, которые были с другой стороны, так называемые национал-патриоты, которые боролись за независимую чеченскую республику. И таким образом российское террористическое образование уничтожило самый сок нации от что. Хашу элакуча, тум, нохчи, угар, бубошко, ягел, энти, зудри, нано, ежи, вежи, дабяна, шейн, шаш эль гейдоши, лейшят, масуау, лахоши, и бусал динги, штац, шаш лейхеш, бухши, дисадол, комя, лейшва, эш, нешку, нахуй, и сэндеш будет масумет, дарит. У аренца бу, уца бу, Россия бу, масумет, а ты вогашмет, а лейхун, уаш. Шасан лейхал бу, шилчо лейхал бу, ахша лейхеш. Вот лейш, на, шей, комя, лейш, бля, ундача, ша лейхеша, Вождь десник шавик лейвин, шила его, ля, ахчунага, пирамида, он, как пирамида вот этого Мавроди. Лей и лей. И таким образом он становится Эли. Это политика империи. Что дело? Мы будем говорить сильно, громко, четко, без всяких эмоций. Рабы не мы не рабы. Лейш, хилля, муха хилля, иш лейш, бисарбу. Мяш нохчик анда имна кыла дул хирдошну. Ще кома наха муха хиля иш гия сия.
Мичах или хаче сидирду, цер бол, цербин бол дик бог, войн гурбу, вой бютер бул, югатаха, диеха, сиеха, арея, чвах, мича ишкилеха, нохчи кирадол, яхьол, вой ома бол нахбуй, махбой. Цер дин бол дик бог, вой бютер бул, мухабелаха. Вой цуюка бусал дин деттер дец, вой цуюка эмоцишка дец, объективно, четко. Сухие факты и сухие исторические именно факты будем всегда говорить. Совелашон. Сейчас давайте посмотрим, кому мы дадим слово и как бы мы плавно будем переходить к завершению нашего эфира. У нас в гостях Лехак. Я ему дал... Седа, говорите, говорите. Я маленькое дополнение, быстро, что-то я сегодня прям часто говорю, к тому, к Буданову. Наши окна выходили на ИК-3, где он сидел, и когда его туда привезли, ну, то есть сказали, что он будет Мусунохчик Антвас, который сидел в этой зоне, они всех их собрали и вывезли, ну, по другим колониям, прежде чем Буданова туда завести. Он просто начали о нем говорить, и резко, что когда все. Огромное спасибо, Седа, за ваше свидетельство. Это очень важно, чтобы понимали люди, с какой империей, с каким террористическим образованием мы имеем дело, и какие процессы над нами, и через какие процессы прошли исторические чеченцы и чеченская нация, а также все, что с нами вытворяли, и что вытворяет на данный момент с нами вот эта вот империя, которую сейчас весь мир, хотят они того или не хотят, признали российским террористическим образованием. И мир понимает, с кем они имеют дело. А мы не должны забывать. И не должны дать возможность, чтобы стерли нашу историческую память. У нас в гостях сейчас Лехак, он у нас неудержимый, он всегда яростный такой оратор, трибун. Мы ему дадим слово. Лехак, это как бы ваш момент, вам слово дается, пожалуйста, говорите. Лехак, вы с нами? Лауреат, Бяхман Била, и Цахом дополни дейта от Эльчун. Да, Лехак, готовится, говорите. Пала шур Эльча, со как раз на бахте авол, они дали эксворсу тулайна. И Ульяновский, короче, и вол لاجري حوالين غاز كبر تاكثر قصد أخي حق تجا يقال تار دلا إيش تجا حق وشي أرح سن عشو وإيش سبورت زال يوش مصو وما دوش كروتش ما يوش ده ملا لحت ديش 10 تجا حق نخش بوي تجا الخيط بس إلى نخش دعبي جن تجا أما إيش تعسولي قيد البصل قامنش وأخي شبات إيش دقو خلت تجا أما تحنا أخين أصنت إيوه كروتش داجة شدواش أو دونو ستو عنق تجا خلبو أخي شبات سير تندل خا مگر دوين تاع أمة دات تاع أخيش بات تاع رجري بات وين نخشي دو وين نخشي شو نخشي بكرور وات وين تقوت وين نخشي بيدات خا ديز وين ديوريز خل دال سيد وين مسيرة شيء سو ديريدش نيات قجي بو شغل ويلولا بيوخما ورسما تاعنا تاع رجري بات تاع هو براتيش يات Только соседи, соседи надо все по взаимовыгодному союзу делать, интересу. Совершенно верно, только национальный интерес. У нас в гостях Уатсон, давайте дадим слово доктору Уатсону. Уатсон, вам слово, а после вас будет Фея. Среди нас сегодня находится Фея. Фея, вам слово после Уатсона. Уатсон, ваш микрофон включен, говорите. Лауреат, Масир Дедикдуэль, пожалуйста, не давай мне слово, когда я захочу говорить, я подниму руку, а то из-за этого я даже не захожу, чтобы послушать. Я хотел просто послушать. Да, эту боль. Давай. А мы вам всегда будем давать слово, даже если вы не будете говорить, чтобы вы нас поприветствовали. Ватсоне Бесполезно. Бесполезно это. Ватсон Хаттер Меги, этот бой между профессором Мариарти и Ватсоном Чакмоерию. Она убежала, Ватсон ушел. Ватсону мы всегда будем давать слово, включать микрофон, даже если она не хочет говорить, но мы будем ей давать слово, чтобы она нас поприветствовала.
Но она может не говорить, поэтому обязанности как бы нету, чтобы говорить. Но вы можете, если вам идет в чат, говорить, я не хочу говорить, я хочу просто слушать. Давайте дадим слово фее. Среди нас находится наша фея. Может быть, это фея черных сил, а может быть, фея это белых сил. Как бы. Фея, вам слово. Фея молчит. Фея, вы чеченоговорящая фея или не чеченоговорящая фея? Фея, пожалуйста. Просто дайте знать, слышите ли вы нас, и можете высказаться, сказать, что ну не хочу я сегодня говорить. Мы тогда вас как бы не будем докучать. Фея, вы слышите нас? Фея слышит, возможно, но не хочет говорить. Лехак, неудержимый. Неудержимый лехак. Давайте, вам слово, пожалуйста, выскажите. В принципе, чуя Ватсона, это я не знал, что есть еще куда я не видел, утром смотрел, до утра в аду лето в канале на Цемлющих волчах. Бяхмабилыш, пока послушаю. Лехак, у нас один из самых яростных, жестких трибунов, упорный защитник всех своих национальных, а также своих личных интересов. Он органически не переваривает ложь, лицемерие, подлость. Поэтому всегда он выступает, как бы вставляет свои ремарки. Поэтому Лехаку мы всегда будем давать слово. Так, дорогие друзья, я думаю... Можно? Да. Смотрите, это в записи пусть останется, и Буданов Зуда царь Yinyol интервью Шьяцер после что опровергали, что он ее убил, врали нагло, врали подло, и что он этого не делал. Наверное, смотрели многие из вас это интервью. И что юктер политик, и еще при царизме еще они не давали нам говорить о себе, говорить о своей истории, врали, искажали все. Я вот прямо в книгах, в каждых книгах, книгши, они описывают то, что не давали издавать, издательства не пускали в эти книги написанные. Например, этот же Сулейманов, он написал топонимию чеченцев и ингушей, собирал по крупицам нашу историю, наши мифы, сказки, сказания. И ему запрещали просто долгое время, не давали издавать все это. И только по каким-то частям после войны, где-то после 90-х, по-моему, разрешили его, после его смерти, кстати, по частям издать его эту книгу, если я не ошибаюсь. Может, поправит меня кто-то, кому известно об этом. В общем, они все искажали, запрещали нам записывать свою историю. Это прямо наши деятели пишут в этих книгах, которые они, если прочитать, все это они пишут в книгах, что им запрещали издавать свою историю. Вот. И цензура, как она нагло, прямо цинкхуеш, я не могла это терпеть, потому что я знаю 100% и Хунгайр, ее Сунсейна Гина, она часто и к нам приходила, и Сашича Юдерцерг. Мял дик юайер имел, эсо юайери, какая, как они ее называли, боевичка, что ли, не знаю. Просто это ложь. Снайперша. Да, это ложь, это великая ложь. Вот пусть остается это ложь. Снайперша вообще близко даже. Лейла, teoretisk Holland als idola eldons adesnus ta masih dal dakchu dejnirson и культ смерти и карусель смерти и короче. И культ смерти, карусель смерти, вот ир даялся, вот сам долался, вот
и случаешь хирилуш юшун и истории ишт хирилуш ячун постоянно делаешь постоянно تعلتش постоянно تعبير كنا دوشتو ويبرش ويجري هلك داش اشت حدور دوش دوشون هر كاروسيل سميرتي هر كولت سميرتي وانت ايلانيو هر تير دايخلز هر سيدو يلا ديل ريز خونو Правильно, все правильно. Все правильно высказала Лейла, потому что это является политикой империи стереть культурное, историческое наследие, а также память, историческую память. Поэтому Лейла правильно все поднимает вопросы. Давайте тоже как бы заострим свое внимание на том, что сказала Лейла. Очень важно. И Фрида Нохчи дополнил высказывание Лейлы, что в чеченском обществе, в чеченской нации культивируется культ смерти, карусель смерти. Именно умереть, что этот мир сегодняшний нам, он не дан, и как бы он нам не принадлежит, и поэтому мы должны все умереть. А мы говорим, неправда. Этот мир, он дан нам, он принадлежит нам, а загробный мир мы отдадим всем вот этим проповедникам и русским православным ахлусунщикам, а также всем этим русским православным террористам, бандитам из русской террористической вот этой империи. Поэтому пускай они все уходят в загробный мир, а мы будем жить в этом мире. Давайте дадим слово Эхки Нохчу. Эхки Нохчу, пожалуйста, вам слово. Эхки Нохчу, вы слышите нас? Ваш микрофон, кажется, включен. А если не включен, то мы попросим наших технических модераторов вам его включить, потому что вы являетесь очень активным участником нашего печатного чата. И вы выдаете такие мысли, что мы иногда зачитываемся ими и делаем просто, конспектируем ваши высказывания. Эхки Нохчу, ваш микрофон включен, но он почему-то не включается. Я думаю, вам нужно будет зайти и выйти в чат. Эксперт, пожалуйста, сделайте какой-нибудь экспертный анализ, и как бы мы плавно перейдем к заключению. И потом мы дадим слово Арчеру, нашему другу. Будитяш, тачтан гадалом, хезерсон. Хантедяк. Любите ли вы жижгалны, шманты? Что вы любите из еды? Можете даже сделать экспертный анализ по этому. Любой мерзник, дикник, любой есхла. Эксперт, а вы умеете готовить? Конечно. Ну, понятно. Давайте дадим слово нашему Арчеру, нашему другу, нашему соотечественнику, философу, мыслителю. Он делает просто большие анализы, вступления, исторические справки выдает. Пожалуйста, Арчер, вам слово. Дядя Халмасери. Я сейчас только вклинился, лауреат, опять, Ну, насчет блюда я скажу. Самое мое любимое блюдо, это, конечно же, ёрш, барш, ёрш. И сладости, хингалш. А так я только что включился, лауреат Дейла. Я не видел, у меня эта фишка не мелькала. Я еще на несколько групп подписался еще, поэтому у меня вниз ушла моя самая любимая группа, самая беспристрастная и справедливая. Лауреата Тигра. При всем моем уважении к остальным группам, ЧДП. Но не надо, зачем? Зачем? Ну не надо, я вас прошу, ну не надо. Ну зачем? Ну вы мне льстите, Арчер. Арчер, пожалуйста. Не, я констатировал факт только, ну хорошо, прекращу. Хорошо. Вы являетесь очевидцем того, что произошло вот этой DOS-бот-атаки на наш печатный чат. Вы заметили, почти 3000 подписчиков буквально за час. Вы видели все это, Арчер? Просто расскажите, какие у вас были ощущения. Добавились, да, конечно, как такое не заметить. Дейл Рез Хилтян, я даже благодарен им. Первоначально тян Денан Хейждин, тян Рез Ватерсо, а сейчас я им даже благодарен уже. Как была активность наша, они вывели в топы, между прочим, и когда наши аналитики смотрят именно реакцию, вот этот наш чат, там 250% вывели, они же сами того не познали, же глупые на самом деле. Они как бы забрасывают наш печатный чат такими нелепыми, бессмысленными сообщениями, но тем самым они проявляют активность, и он выходит в топы наш чат, и как бы его рекламирует сама программа Telegram, есть такие алгоритмы у них. Вот так и бывает обычно. Арчер, все относительно. Во зле можно увидеть и добро.
Да, совершенно верно, Лейла. Согласен. И потом наши ребята, вот эти вот, которые занимаются этим вопросом, они около 1700 заблокировали, как бы, но они все равно как бы работали. И что самое главное, они говорили, что они как бы сделали аналитический обзор этого все. Есть эти профили, которые друг с другом связаны. Ты стираешь один профиль, кидаешь его в банк, и 5-6 вместе с ним уходят. Так. Понимаете, о чем речь? Они просто строчили. И что самое главное, оставили специально больше 500 этих всех так, подписчиков, так называемых, новых, для того, чтобы как бы наш общий печатный чат как бы был всегда в топах. Но они поняли это все. Вы понимаете, что мы как бы писали, давайте работайте, работайте. И они поняли, что тем самым своими глупыми, нелепыми сообщениями они выводят в топ выводят просто наш печатный чат и перестали печатать эти все, ну, как бы, глупые вот эти сообщения. Что они туда только не закидывали. Это было просто какие-то смайлики, какие-то сообщения про криптовалюту, нецензурные, потом какие-то аналитические справки, большие тексты. Ну, что они только не закидывали. Просто было интересно даже смотреть, наблюдать. Арчер, заканчивайте. Только они добро сделали, службишку заслужили. Да, я Бертки. Лауреат. Они нам сделали услугу. Да, совершенно верно. Шейн Хацауш. Но потом уже поздно было, да, когда они дочухали, что они не то сделали. Наш чат, ваш чат, он в топе, между прочим. Да, все уже Шимхаму, Элы. Я в личку просыпаюсь и смотрю, мне говорят. Лауреат. Хэшвуй? Хазиса? Да, Хезон эксперт. Отлично. Слышно. Просто такое настроение сложилось. Может, запись соцсети, чуть-чуть экспресс, интервью, есть желание юкса. Не, вы можете задавать вопросы, я имею право отвечать, не отвечать. Так что вопросы, мы вопросов не боимся. Говорите. Никаких проблем, может, кэчер хилтан бух, может, все-таки озвучат. Дует они хэттерш, лауреат, тиновлят, тинпит, тамахлят, тету адакка. Дочтер, стандартный, халуш, стандартный вопрос, чатчевель, луштек, будут целую еще. Хабусул буй, али хат, лохотхуек, дук, это вопрос, хабусул буй. Все понятно, вопрос задан, вопрос отвечаю, это мое личное, никого это не должно волновать, интересовать. Ответ, все. Так, все понятно, ол, так, хеджа, да. Хабусул вала дюзен жоплурдер, ол, так. Чинуэрдера. Ну, на это тоже могу ответить, никаких проблем у нас с этим нету. Если я даже скажу тому человеку, который мне задает вопрос, бусалбу, он скажет, хому бусалбу, я должен буду ему отвечать, должен буду входить в какие-то религиозные именно, догматические объяснения на шмандиец, кадыри, саляф, суфист или суннит, или шиит. Это какая разница, какой бусал-то, если даже они друг другом не могут найти общий язык. Поэтому вопрос задан, короткий ответ. Это никого не должно волновать. Это личное право каждого человека верить, как он хочет. И во что он хочет, и даже не верит. А если, так вот, отвечая на второй вопрос, на этот вопрос, который будет задан второй, если ты был бы мусульманин, то ты ответил бы открыто и развернут на этот вопрос. В любой форме ответ, который будет дан на этот вопрос, второй, он их не удовлетворит. Поэтому нету смысла отвечать на второй вопрос. Все, ответили. Другой вопрос. Так, милуцага, шуиц камел мода диз мацага сон, он цаул штара. Чаем. Какая разница, с кем ты говоришь? Вопрос, сам собеседник, он никогда не должен никого интересовать, именно его личность. Да, возможно, будет интересно, какие у него личностные качества, что он может, что он не может, что он сделал, его жизненный путь,
от чего он отталкивался, что он сделал, к чему он пришел, к чему он стремится, это может быть интересно. Но самое важное в беседе со своими оппонентами, собеседниками, идеологическими оппонентами или просто в дискуссии какой-то любой, то, что говорит человек, что он говорит, какую мысль он доносит, именно высказывает. Вот анализ того, что он сказал, и противопоставить, если ты не согласен, именно аргументированно, приводя факты, ссылаясь на исторические документы или не на исторические, на экономические, политические, какая разница? Разницы нет, можно беседовать на любую тему, принимая любую позицию. Могу сегодня быть я ахлюсунщиком, защищать эту умму мусульманскую, быть ахлюсунщиком, а послезавтра я буду суннитом такого легкого характера, а потом я могу быть суфистом, аудовирде принимать позицию, или Накшбанди, Кадыри. Дело не в этом. Дело в том, что человек говорит, а не он, как собеседник. Поэтому давайте, друзья, тоже учиться говорить именно с людьми, не концентрируясь и фокализируясь на личности того, кто с нами говорит, или на его голосе. А то, что он говорит, вот, например, я общаюсь с экспертом, а как личность эксперт, я слышу только его голос, но мне интересно, что он говорит. Вот так надо вести беседы, дискуссии. Все, я думаю, я ответил открыто, развернуто, четко на ваш вопрос, дорогой мой эксперт. Все, другой вопрос. Совершенно верно. Полностью согласен, лауреат. Продолжаем. Суннит легкого поведения, Эльшмигардари. Да, можно, да, что тут Фридом, богохульствует дешу. И вот так. Страшно, это его право высказаться. Значит, продолжаем, да? Координчены. Скажем, Хейзор вас. Вы играете роль профессора Марианки, мы поняли. Сейчас козыря пойдут на этот. Будем давить на кнопочки разные. Извини, эксперт, я не думаю, что ты его на крючок сможешь поймать, идем. Чего большой. ديك دعاء أحتاج خلاص ورزة سايقر زعدال الخير نيشان ديك دعاء قوي والتشديد دتيق هون هدو خلدو جاب دلش سودان قيرا جابوا بويا واتها بصوب. Еще раз я отвечаю на этот вопрос. Что тебе это даст? Мой ответ. Все равно моим ответом тот человек, который задает такой вопрос, он не удовлетворится. Поэтому я говорю, это мое личное право, сугубо мое личное право. Я отвечаю на этот вопрос, еще раз повторяю, буду себя повторять. Я на этот вопрос отвечаю, это мое личное право. Но дискутировать на любую тему, если этот задает мне вопрос ахлюсунщик или обратно же суфист, или другой там, например, заходит здесь, те люди, которые говорят, я атеист, или там прозелитист, или я агностик, я буду с ним дискутировать не как с личностью, а именно с его идеологией, которую он пропагандирует и выражает. Еще раз отвечаю, это личное право каждого. Никто не имеет права навязывать свое видение религии, именно свое понимание религии. Я ответил на этот вопрос. Следующий вопрос. Сун за один лишь по группе Чагенир Акабусу Малац Вати. Отвечаю на этот вопрос. Хорошо, дорогой мой мусульманин друг, я скажу ему. Но ты же тоже живешь в тех странах, где не все мусульмане. И даже в той стране, где все мусульмане. Ты же тоже не будешь довольствоваться тем, что все они мусульмане, но не такие мусульмане в твоем понимании, в твоем видении, в понимании именно этой религии и предписаний исламской религии, Корана и Сунны. Поэтому, дорогой мой друг, я скажу ему, я являюсь свободным человеком и данным мне Богом, Аллахом или другими богами, какими вы хотите называть их, пользуясь своим правом именно свободного человека, я нахожусь среди тех людей, с которыми меня свела именно судьба, провидение. Если я попал в какую-то группу, может быть, я туда попал целенаправленно или ошибочно, или меня туда пригласил. Это не значит, что я должен всех избегать и бояться. Вот в этом и заключается их слабость, потому что все они в закрытых группах сидят.
и толкают именно русский православный Ахлус-Сунна ислам, и это все превращается в секту. И когда они превращаются в секту, закрываясь от другого общества, они приводят к катастрофе, к человеческим жертвам. После всего от этого закрытого общества это все выливается в карусель смерти, идеологию смерти, именно культивирование, героизация смерти, культа смерти. И вот у нас сегодня результат. Все хотят умереть, но никто не хочет жить. И у них лозунг даже такой. Мы хотим больше, сильнее умереть, чем вы хотите жить. Это же дурацкий лозунг. Как этот человек нормально, здравомыслящий, со здравым рассудком и умом, хочет быстрее и больше желать себе смерти, чем жить? Это же глупость, это нонсенс. Поэтому, где бы я ни оказался, я знаю, кто я, что я, к чему я стремлюсь. Я в своих морально-нравственных принципах, устоях, в своем рассудке, я не сомневаюсь, поэтому я могу находиться среди любых людей, где хочу, в любой точке земного шара. Я не боюсь ничего, абсолютно. Я открыт для мира, я информацию могу принимать, я ее не избегаю, не боюсь, я не шокируюсь. Сделаем правильный анализ, можно продискутировать, с чем-то можно согласиться, что-то отвергнуть, что-то принять. Надо быть открытым. Все, отвечаю тоже на этот вопрос. Развернуто, не боясь ничего. Но они не удовольствуются моим ответом. Они скажут, что это опасно, слушать других людей. А я скажу им, не опасно. Значит, вы сомневаетесь в своей вере. Значит, вы не уверены в том, что вы верите. У вас есть сомнения. Halvodins камеле ащи многобожник, Аллах элэр багам элэр, в общем, признание ты дал, хорошо. Кайцахам да тига, ахлю сюли элэр. Это ваше понимание моих ответов. А я не хочу затрагивать чувства всех верующих, в какой бы форме они ни проявлялись. Поэтому я говорю ваших богов. Я же не говорю моих богов. Я говорю ваших богов. Для кого-то он Дейла, для другого он Дейла Аллах, для кого-то Зевс, другой не верит, другой только Аллах. Понимаете, в чем дело? Ну, понятно, хитерс, в общем, понятно, многобожник, все понятно. Я с вами спорить не буду и скажу, хорошо, вы правы, продолжайте. Хорошо, это сахам элэрах, ахлю сюли элэрит я, ху элэрах. И ахлю сюли бо, дэшин хуэл хитон, чоловец. Дица? Отвечая на этот вопрос. Грязный многобожник, Элдит Делрон, Бехтубилла. Фрида, можете дополнить, пожалуйста, говорите. Ну, кафир, само собой, разумеется. Грязный многобожник, Олица, обязательно. Это уж модайцари, бюх многобожник, كأبع بولتولغن عبادة سدياشول يزيشنيك وات كأبع بولتولغن عبادة دياشول يزيشنيك إن نرمالنا يزيشنيكو وشتو يزيشنيك وات عنت أولغن عبادة سدياش إنديلر تيشويك и грязный многобожнику. Тома дочь грязная. Отвечая на вопрос Ахлю-Сюли, вы никогда не сможете найти ни в одном высказывании вашего покорного слуги этот термин Ахлю-Сюли. Это, во-первых, термин вашим покорным слугой, также еще раз напоминаю, не использовался, не используется и никогда не будет использоваться. Потому что в рамки загонять именно этническое шовинистического, ксенофобского понимания этих религиозных догм, это не является целью и самоцелью вашего покорного слуги. Но во многих высказываниях ваш покорный слуга высказывался и говорил, и продвигает этот тезис и термин Ахлю-Сунна. Вот это говорится и будет говориться, потому что это и есть термин. Потому что мы не играем словами, мы называем термины такими, какие они есть, и делаем молекулярный, доскональный, на атомном уровне анализ. Ахлю-Сунна. Мы всегда говорили Ахлю-Сунна. Никогда вы не услышите из уст вашего покорного слуги термин Ахлю-Сюли, потому что Сюли – это нации, а к нации у нас никаких претензий нет. Мы любые нации уважаем, ценим, принимаем их такими, какими они есть и являются. И исходя из того, что они представляют, исходя из их культурного наследия, также того, что они несут в массы,
в цивилизацию, в человечество, мы за это их ценим и принимаем их такими, какими они есть. И на основе всего того, что они представляют, выстраиваем с ними наши отношения. Все, как бы вопрос-ответ. Ну, в общем, размазал. Ладно, придется собирать в кучу. Ладно, ахлю сюли, что означает? Ну, можно тут долго говорить. Чтобы подвести черту. Ваш покорный слуга, сейчас я закончу. Ахлю сюли никогда не говорит, и поэтому объяснять этот термин не считает нужным, потому что он это не принимает, не высказывает, не культивирует и не говорит. Наоборот, он говорит, что это неправильное выражение. Не спорю, я не спорю. Но дело в другом. Дело в другом. Ахлю сунна тоже что-то должно означать. Что она означает? Он народ или группа лиц, которые следует от перевод, правильно его? А за кем они следуют? Это уже другой вопрос. Надо уточнять. Это уже теологическая тема. Хотите сейчас просто коротко? Нет, это нормальная Нет, это тема. теологический вопрос, это религиозный. Теология – это религия. Любая теология – это разные религии. Сунна – это то, что пророк Мухаммед, то, что делал, они берут, говорят, это сунна, как бы путь подражания, не знаю, там, арабские специалисты, пускай каждое слово, там, черточку разбирают. Но для нас, для широкого обывателя, для широких слушателей, сунна – это то, что делал пророк, пример для подражания самых лучших из людей. Человек, который распространял слово Аллаха на земле. Стоп, психмал, инс. Арбу Асхачин, Камелдешу, допустим. Последователь какой-то группы, да, там, чернокнижников, Алдиш, что Арбучу. Цуму Алдис, Ахлю, Сунна, там и так далее. То есть там Петра Святого, допустим, Иштбен Алилдытин, он же Шемата. Хотя смысл в этом как раз заключается. Я не понял, что, как бы, вопрос я понимаю, но я не понимаю контекст вашего вопроса, как бы, можете, вы сказали, ахлю сунна, значит, что-то объясняет, как бы, под себя, как бы, себя что-то включает и что-то подозревает, что-то, как бы, обозначает. Поэтому я отвечал на этот вопрос, ахлю сунна. Какие-то чернокнижники, это совсем другое. Ахлю сунна, это то, что делал пророк. Ближе к делу, я просто хотел... Что вы хотите задать как вопрос? Задайте вопрос. Фансдоуда Лирса, чат-ча. Вот. Ахлю сюли, он что-то возмущался. Короче, ахлю сюли, бог, сюли, что шейнца диези, бог, возмущается, говоришь, вот. Хатта Лирс, ахлю сюли, бог, гудубо, ну, он так сказал, ну, типа, обидный. Думаю, муду и обидный. Давай разберем, что это такое. Ахлю – это народ, там, община или там группа лиц. Сунна – это следовать за кем-то. А тут говорится о том, что кто следует за сюли, то есть ихним традициям и так далее. Что тут такого? Хабардалира. А в итоге, короче, олсмедалия, да, я ему в качестве примера привел, заставил его перевести самого и ахлю сунна был. В итоге он отвечает, действительно, путь был хули, но он взял перевод с латыни, перевод с арабского на русский, дия, чицадоцу. Ахлю сунна бог, арабского на русский деш, садоцу. Но в итоге получилось, что с латины даже перевод дичи, тарикат, он путь, короче, получается. Ничего себе, хугала бас, вот, люди, которые следуют пути, вот ответ. Резвую, ну, и что-то, вот, инс алам бас, араб, представь себе, араб разговаривает с русским, он должен сказать, что Ленин некто о волнах, допустим, он должен сказать, партия, которая следует на пути Ленина, Алдису, что он может сказать? Хуалдису. Ахлю сунна Ленина, хулуктаке, хулибас.
Sunna bodosh, eштун применитель. Му применитель, харби мот, да дош. Хадисе, харбой газ, они му камел доме, то бош. Это смешно, до смешного дошло в итоге. Барасом. Ну ничего тут такого страшного нету, Ахлю Сюля Аллаха. Это знаешь, просто люди из народа Сюли, и все, киумадуйте-ка. И Ну, вы закончили, кстати? Да, ладно, надеюсь, это полезная информация. Дополнение можно сделать? Да, конечно, просто надеюсь, полезная информация будет, Барасом. Ну, давайте сделаем так, что как будто вы задали вопрос, я вам отвечаю. Я еще раз повторяюсь, как бы, заостряя внимание всех наших слушателей, также всех тех, кто нас будет слушать. Ахлю Сюли – это очень ошибочный термин, и он нас вводит в неправильное русло понимания именно тех процессов, которые происходят. Ахлю Сюли – это неправильный термин, в чем дело, он ошибочный, и он для нас не полезный. Мы не можем оскорблять нацию, навешивая на них какие-то ярлыки и ненужные как бы названия. Сюли – это есть нация. Сюли по-чешски – это народности Дагестана в общем. А если практически взять это, то они являются аварцы. Аварцы – наши соседи. Хотим мы того или не хотим, у нас с ними исторические связи, контакты. Поэтому аварцы, мы их ценим, уважаем, принимаем такими, какие они есть. Среди аварцев тоже есть разные группы аварцев, там, антийские, другие. Но этот вопрос мы не будем сегодня рассматривать. Поэтому термин Ахлю Сюли, даже если много из дагестанских приходило к нам исламских проповедников, а нужно понимать, что в Дагестане как бы это русское созданное ими образование, но по-чеченски это называется Дехоста. И от чеченского слова Дехоста пошло именно Дагестан. И туда входят кумыки, другие нации, там даргинцы, аварцы, лакцы, все. У нас были кумыкские проповедники, и даргинские, и аварские. Ну да, больше из них было все-таки аварские. Но это не вопрос сегодняшнего обсуждения. Ахлю Сюли – это ошибочный термин, и он нам приносит вред, а не пользу. Во-первых, он сеет межнациональную рознь, что выгодно российскому террористическому образованию. Во-вторых, отводит удар именно от исламской теологического понимания религии как ислам, заводя нас в межнациональные такие разборки и дебри. Поэтому Ахлю Сунна – это неправильно, и мы не должны его применять. Мы должны быть четкими и четко как бы разделять термины. Поэтому для того, чтобы ответить на вопрос нашего дорогого эксперта, Ахлю Сунна ва аль-Джамаа, это называется Ахлю Сунна ва аль-Джамаа, так называют последователи самого многочисленного и основного направления в исламе суннитов. В переводе с арабского языка Ахлю Сунна ва аль-Джамаа означает люди сунны и согласие общины. Первая часть названия Ахлю Сунна означает в переводе следование представителями этой общины пути пророка Мухаммада, алейхиссалам, и его сподвижников. Отвечая на другой вопрос. Айн. Есть понятие айни, фарз айн. Я не услышал в этом словосочетании пророк Мухаммада, где сказано Ахлю Сунна валь Джамаа. Где ты увидел? Я доведу для информации, а потом уже вы можете придираться к тому, что я как бы сказал. Они говорят, существует два вида фарза или обязанности в исламе. Фарз айн и фарз кифай. А потом мы должны понять, что это айн. Это обязанность просто. Понимание. Айн – это обязанность. Есть обязательная обязанность, как бы долг каждого мусульманина. Есть коллективная обязанность, индивидуальная обязанность. Фарз айн – индивидуальная обязанность. Это обязанность, которая должна исполняться всеми. Примеры подобной обязанности – пятикратная молитва и пост Рамадан. Фарз кифая – коллективная обязанность. Это обязанность, которая тоже должна исполняться. Однако, если часть мусульман исполняет ее, тогда остальные верующие освобождаются от этой обязанности. Примером этого может служить призыв к благому и запрещению плохого. Эта обязанность должна выполняться уммой. Если эта обязанность не выполняется полностью, тогда вся умма находится в грехе, пока этот долг не выполнен до конца. Другим примером этого может служить азан. Согласно некоторым масхабам, видите, как делится там уже масхабы, это школы в исламе, понимание ислама. Азан – это фарз кифая. Это коллективная обязанность. Однако, если она не выполняет, пример, в определенном месте, тогда они все будут отвечать за это, пока один из них не будет выполнять азан. Чтобы вы понимали, эти термины очень важны, нужно их понимать. Джихад является коллективной такой. Они дают примеры, чтобы понимали, к чему и почему эти термины применяются и когда их надо применять и понимать. Правильное понимание, осмысление всего этого. Нужно тоже
человек не понимает даже, о чем он говорит, он где-то услышал, какой-то мулла там что-то ляпнул, или какой-то так называемый муллахи, или студент, и он начинает это культивировать, сам того не понимая, не стараясь докопаться до истины. Джихад, например, является коллективной или общей обязанностью, фарс-кифая. Таково мнение большинства так называемых исламских ученых, хотя среди них тоже нет общего мнения и согласия в этом вопросе. Они все фикхи и факихи. Это значит исламское правоведение. В книге Аль-Хидая, видите, разные книги. Ханафи, есть такой имам Ханафи, написано, сражение с безбожниками обязательно, даже если они ее не начинают, и это в соответствии с общими принципами ислама. Вы понимаете, к чему он призывает? Ханафи, он говорит, сражение с безбожниками. А нужно понять, кто и как определяет безбожников. Вы понимаете, к чему они призывают? Это же просто мракобесие, это мрак Моисея. Надо это все понимать. Поэтому, дорогие друзья, нужно быть очень сдержанным в вопросах религии, ислама. И понимание именно вот этих исламских предписаний. Даже не то, что исламских, любой религии именно, любой религии нужно понимать правильное толкование, чтобы... Да даже если даже ты будешь начинать правильно понимать, если так взять, все это выдуманные истории человеком и людьми, которые в процессе исторических процессах дополнялись, модифицировались, где-то что-то вырезали, где-то что-то дополняли. И в заключение, отвечая на вопрос нашего дорогого эксперта насчет сунны. Ахлю сунна и ахлю сюли. Поэтому, чтобы четко понимали и делали именно разграничение между сюли – это нация, а сунна – это уже исламский термин и теологический подход именно в этом вопросе. Сунна – священное предание. Мусульманское священное предание, излагающее примеры жизни исламского пророка Мухаммеда, как образец и руководство для всей мусульманской общины уммы и каждого мусульманина в частности. Сунна является вторым после Корана источником исламского права, фикха, и тесно взаимосвязана с ним, объясняет и дополняет его. Для традиционалистов следование сунне пророка Мухаммеда является главным содержанием жизни мусульман. Вы представляете, вы должны быть клоном пророка Мухаммеда, который жил в 7 веке. Это невозможно в сегодняшнем современном мире, это просто практически невозможно. Это нонсенс. Кто будет придерживаться этих предписаний, он просто не сможет жить. Вся его жизнь будет в противоречии современному миру. Главным содержанием жизни мусульман. Немаловажной частью мусульманского религиозного образования является обучение сунны. Чтобы вы понимали, немаловажной частью мусульманского религиозного... Вы представляете, вы должны всю свою жизнь посвятить в качестве мусульманина изучению сунны. Хорошо. Сунна пророка Мухаммеда, как бы дополняя от редакции, это сам пророк Мухаммед физиологически, биологически является мужчиной. Правильно? Правильно. Он же не женщина, да. Его сунна, она только применима для мужчин. Давайте чисто разум человеческий возьмем, ум, как бы, homo sapiens, как говорится. А женщины что должны делать? Где сунна для женщин? И в этом месте мы видим всю несостоятельность вот этой где-то религиозного, вот этого догматического учения ислама, что женщины исключаются из жизни практически. И они уже как бы выпадают из этих исламских учений. А где роль женщины? В какой сунне должны они быть? Они скажут, да, Хадиша, Айша. Но они же не зафиксированы. Нет уже четкого понимания их сунны. Они говорят, мы должны так хотя бы стараться, что. И уже мы впадаем в хадис. А это уже просто болтовня, как бы понимание муллы, что он, как там прочитает, как захочет. И поэтому они всегда говорят, Элен так малачу, гумма цеха. А мы им говорим, хуна цеха ума. И все, вопрос как бы на этом закрыт. Так что, дорогие друзья, это пища для размышлений. Изучайте религию ислам, изучайте другие религии. Будьте сдержанными, не будьте радикальными. Имейте здравый рассудок, холодный, трезвый рассудок. Будьте открыты миру, и мир откроется для вас. Все, я закончил. Эксперт, у вас есть другие вопросы? Шкварт, тут целый вагон и маленький Давайте, тележка. 3 вопроса, и как бы мы закончим. Ну, я возвращаюсь все-таки к слову сунна, потому что это важное слово. Бог, да, просто разминка будет ума. Представь себе, что инопланетянин, уверен, у меня на руках словарь арабский, там, инопланетянский. Сунна означает там путь обычаи. Ну, грубо говоря, общепринятый перевод. Вот. Хамилу бас. Ахлю сунна валь джамаа убах.
я тебя понимаю, что ты следуешь какому пути, то есть группа, ты относишь себя к какой-то группе, и вы какому-то пути следуете, и каким-то обычаям. Но нет уточнений. Придется уточняющий вопрос задать. К какому пути ты следуешь, правильно? Правильно. И что, вопрос какой? По какому пути кто следует? Ну, правильно. А может, ты вообще-то Алюсун Вальджамаа Ар-Руси Ленина, а вдруг? Да, это возможно. Эксперт. Вы сами ответили на свой вопрос. Понимаете, в чем заключается вопрос? В Ну, понимании просто... проповедной религии, ислам, они, все вот эти Ахрусунова Аль-Джамаа, у них сама догматическое восприятие, понимание религии, они всегда говорят, А может, ты Ахлюсунна Вальджамаа Шишани, то есть следуешь пути обычаям чеченцев? Это тоже, я отвечаю на этот вопрос. Ахлю Сунна Аль-Джамаа, у них разные джамааты. Джамаа, само слово говорит, как бы группа, тоба, но в чем это, джамаа. И они себе выбирают, они же сами говорят, когда есть 2-3 мусульмана, вы должны из них выбрать себе какого-нибудь предводителя. Ну, амира. Они выбирают себе так называемого амира и как бы следуют по его пути. И вот в его понимании, как я сейчас закончу, они будут идти по этому пути, и поэтому у них много джамаатов разных. И эти все джамааты друг с другом не могут договориться. Вот в чем заключается парадокс, нонсенс и противоречие во всех их догматических исламских учениях, которые они навязывают нашему бедному, малочисленному чеченскому народу, который находится, к тому же, еще в оккупации, и который прошел через жесточайший, неимоверный, нечеловеческий геноцид со стороны российского террористического образования, и которые это образование террористическое нам навязывают в разных формах разрушительную идеологию так называемого ислама, разнообразно. Вопрос-ответ. Еще один важный момент. Прежде чем в секту войти, с тебя требует аманат. Аманат – это для достижения доверия друг к другу. То есть аманат, если чуть-чуть там пожонглирует, в конечном итоге в чужих руках превращается в компромат, короче говоря. В итоге, если ты заходишь в эту секту и смотришь, Ахлю Сунна Валь-Джамаа, которые, по твоему мнению, подразумевают путь пророка Мухаммада, да, а ты как только зашел, если с тебя взяли уже аманат, назад пути нет. А может, на самом деле это следование там пути Ленина? Тут уже, извини, ты не выйдешь оттуда. Иначе секир башка, аманат уже есть. Вот как работает все просто. Ответ. Подождите, вопрос задан, ответ. Дайте я вам все-таки отвечу. Очень хороший вопрос и огромная благодарность эксперту за вопрос, а мы как бы постараемся на него ответить. Смотрите, дорогие друзья, слушайте. Аманат, на самом деле, с арабского, если перевести его, люди верности или люди чести в общем смысле, веренные на хранение, надежность. То, что Аллах верил, поручил людям, понимается как отданное на ответственное хранение как нематериальных ценностей, язык, культура, национальность, так и материальных вещей не движется. Почему мы даем справку? Для того, чтобы люди понимали, с чем мы имеем дело. Так вот, впервые чеченская нация столкнулась с аманатом и с применением вот этой практики аманата со стороны российских имперских войск в конце 17-го, во второй половине 17 века, когда они уже начали активную экспансию на чеченскую территорию. Они захватывали из чеченских селений, из чеченских обществ людей, детей, тем самым шантажируя, это на сегодняшний день применяется эта практика российским террористическим образованием, они заставляют подписывать села, там всякие, берут в заложники чеченцев, потом продают это. Все является. Они сами этот термин вводили. Они к нам привезли своих этих исламских проповедников после разрушения Казанского ханства, Астраханского ханства. Потом через кумыков они нам завозили своих этих проповедников. И они навязывали нам постепенно ислам. И эти термины они нам все время вводили. Впервые практики аманатства они применили с чеченскими обществами, которые жили по левому берегу Терека, на границе с Кабардой. Потому что нужно понимать, что Чечня и Кабарда, именно по территории современного Моздока, который потом русская царская империя превратила в Сужинский округ, тем самым вырезав полностью чеченское население и заселив туда так называемых казаков, которые на самом деле являются беглыми каторжниками, бандитами,
ворами, террористами, убийцами, беглыми каторжниками и всеми теми людьми, которые обороняли все вот эти вот караваны, которые проходили в то время. И они все были бывшие крепостные беглые крестьяне и каторжники, которые ссылались на долгий срок. И они образовали служебский опыт. А потом, когда Российская царская империя пришла на Кавказ, они начали выстраивать первая, вторая, третья Кавказская линия, так называемая, чтобы соединить Черное с Каспийским морем. И когда они столкнулись с свободными чеченскими обществами, которые на праве именно равенства, на правах демократии, в то время такого термина нет, ну да, было в Греции демократия. Они впервые столкнулись с чеченскими обществами на территории вот этой, на стыке Кабарды и Чечни. Тогда как у них кабардинские княгини были там замужем за Ивана Грозного и так далее. И они начали что делать, чтобы умиротворить, чтобы чеченцы не сопротивлялись их военной экспансии. Начали применять практику аманатства. Заходили в какое-то чеченское село где-то или договаривались с каким-то чеченским, так называемым, они назвали их старейшином, а у нас-то Хаулен, Вохта, Гулага, Кювегулага, Цацер, Бейр, Хатло, Чудитфор, я Левой, я Цатой, все станицы, я крепости, Хатлочи, аманат будешь. Если вы будете как бы с нами в миролюбивых отношениях, не будете на нас нападать, будете нам послушны, будете нам лояльны, мы как бы вам плохо ничего не будем делать. А потом, когда они уже полностью решали, они продвигались, и так вот они пришли до самых гор Чечни. Поэтому практика аманатства применяется и она внедрена русским террористическим образованием под названием Царская имперская Россия, потому что у них очень богатый опыт общения с так называемыми исламскими, мусульманскими народностями, нациями. Они ислам лучше нас знают, они знают, как его практиковать, они изучают психологию мусульман, и они знают, во что превращается мусульманин. Они знают, как и зачем преподносить эту религию, преподносить. И они просто знают конечный результат этого мусульманина, во что он превращается. А мусульманин сам по себе, по сущности своей, он превращается в какой-то биомусор, без роду, без племени, без территориальной привязанности. Он просто живет каким-то миром, какой-то умой выдуманной, мечтами о каком-то халифате, потому что самое главное для мусульман, что быть примером, для него пример подражания пророк Мухаммед. Все. А пророк Мухаммед жил в пустыне в 7 веке. Так что для него национальная культурная привязанность, чеченская вот эта вот культура, наши ценности, у него полностью выпадает из его жизненных приоритетов. И в результате, вот буквально последние 30 лет, и сейчас сделали так называемых правоверных, настоящих ахлю-сунна мусульман, которые даже на сегодняшний день заходят на все наши национально-патриотические площадки и говорят: я мусульманин, шадох, чувак, собусалбу, и даже они боятся говорить, что они чеченцы. У них нету даже вот этой национальной привязки, гордости сказать, что они чеченцы. Они говорят: мы мусульмане. Они даже тех, которые говорят, они им делают такфир. Вот результат, конечный продукт исламской религии. Я как бы думаю, ответил на вашу позицию. Последний вопрос, естественно, как бы мы завершаем сегодняшний эфир. А можете даже его не задавать. Спасибо вам, эксперт. Аламды, так-то есть вопрос завершающий? По идее, ну мадитин барасам, эрен хани нам цейновый. Эксперт, эксперт всегда все четко говорит. Он, на самом деле у него очень острый аналитический ум, и иногда он принимает такие формы, он как хамелеон. Он может провоцировать жесткую реакцию, именно отвращение, он может это делать, а также очень позитивно влиять и располагать к себе. Эксперта мы как бы изучаем, наш аналитический отдел изучает сам персонаж эксперта, что он делает, что он толкает массы, и мы как бы начинаем понимать его как бы форму поведения. Так что эксперт, он многогранный, он многогранен сам по себе и включает в себя много как бы разных идиом, а также мировоззрений, и может принимать любую форму в дискуссии. Так что эксперта тоже недооценивать не надо. И слишком жестко с ним конфликтовать тоже не надо, если даже он какие-то идеи защищает. Он это делает для того, чтобы спровоцировать дискуссию. Так что мы эксперта тоже поняли, изучили. Эксперт нам нужен, важен, ценен. И является, даже сам того не подозревая, самым ярым национал-патриотом чеченской нации. Так, мы дадим слово заключение, если надо, Евронохчу Валериусу Антитеррору. И все-таки завершим сегодняшний прямой эфир. Он был экспресс-эфиром. Затронули мы немало важных тем, вопросов, так что я думаю, он будет плодотворным. К нам пришел Рюстер Леонхартед, один из тех
бывших ахлюсунщиков, который стал национал-патриотом чеченской нации. Вам слово, дорогой Руслан. Дядя Холшин, куда я слышу? Мокшайшу. Спасибо, Венедовичи. Я слушал, я весь эфир не слушал. Я просто хотел сказать, Коран для размышляющих. К сожалению, общество, у которого стадное мышление, оно не может, все они не могут быть размышляющими. И вот нам, наша задача, чтобы мы не говорили они, мы, вот так, чтобы мы не говорили, только мы. Все. Мы все война. Нохчи нас тухой. Шадеш. Хуоховала, пеша, нохчух. Самое главное, нохчулу. Все, дерестом, Венедович. Смотрите, вот Леон Хартед в начале всех наших дискуссий, где-то больше года тому назад, как бы мы заметили этого парня, он был очень ярым ахлюсунщиком и абсолютно категорически отрицал любую форму инакомыслия. Но посредством дискуссий, участия в наших прямых эфирах, не в наших только, а в других разных эфирах, других наших национально-патриотических здоровых сил, все-таки у него открылось больше. Я так говорю, я как бы говорю то, что я вижу. Широкий кругозор, у него более-менее начало сформироваться обширное мышление, воспринимает вещи, которые ему говорят, сам высказывает, формулирует свои мысли, принимает участие в наших дискуссиях. Так что я думаю, работа именно по прямым эфирам, она плодотворна и позитивно влияет на наше чеченское общество. Огромная благодарность нашему слушателю Руслану Леон Хартеду за то, что он с нами, за то, что он высказывается. Мы, еще раз повторяем, никого не отвергаем, никого не блокируем, даем слово любому, каждому, до тех пор, пока он выражается человеческим языком. Даже если его точка зрения, видение вещей категорически отлично от нашего чеченского здорового общества, мы его тоже принимаем, это его право. Но мы будем все-таки доводить до него самые главные, фундаментальные ценности и морально-нравственные ценности нашей нации, а также тех процессов, которые происходят в мире, и то, что на самом деле может и возможно происходит в международном праве, потому что мы не можем как бы закрыться в каких-то религиозных догмах и жить какими-то догмами 7 века религиозными. Мир, он сегодня совсем другой. И поэтому хотят того или не хотят эти ахлюсунщики, мусульмане, суфисты, другие мусульмане разного толка. Но они должны вернуться в реальность. А реальность такова, что в мире есть международное право, есть законы, по которым живет этот мир. И им надо с этим смириться и принимать его таким, какой он есть. И не говорить, и не стараться изменить мир. Как говорится в одной песне, там есть, они старались изменить мир, но мир изменил их. Вот так что, дорогие друзья, меняйтесь вы, но не старайтесь изменить мир, потому что мир, он как бы идет по своей накатанной, по своей траектории. Его никто не сможет изменить. Человечество, оно как бы развивается, и хотим мы того или не хотим, мы должны быть в этой семье народов, занять достойное место. Вот что самое главное. А не стараться исключить и самоисключиться из семьи народов. Это самая главная мысль. Давайте дадим слово нашему хорошему другу, слушателю. Тоже он редко выступает, но как бы он пришел к нам в гости. Так, подождите, мы его видели, но он куда-то пропал. Как Руслан Леон Хартед. Это те люди, которые как бы дают понять нам, что все-таки мы плодотворно на них влияем. Они нам очень важны. Так, куда же он пропал? Можно я добавлю? Можно добавлю? Венедовичи, я тоже очень вам благодарен, честно, очень благодарен. Ты заметил много вещей правильно подчеркнул. Я бы сказал так, то, что вот некоторые вещи, которые я узнал от вас, от тебя и там других здесь, которые посещают чат и другие чаты, они меня натолкнули на то, чтобы я начал вот этот путь, новый путь для меня, вот, знания, я начал получать новые знания и по-другому начал смотреть вообще на религию и понял то, что есть очень много вмешательства со стороны людей, именно вот касаемо то, что вы обсуждаете, Ахлу-Сунну и вот эти все направления, течения. Вот, и за это хотел поблагодарить тоже вас, то, что также благодарен вам очень. Спасибо.
большое. Рейс Холшин. Руслан, я вам хочу. Да, сейчас я вам дам закончить. Дайте 30 секунд, эксперт. Для нас очень важно вот такие вот свидетельства наших слушателей, для того, чтобы люди понимали, что мы не ведем никакую религиозную борьбу ни с кем. Мы хотим просто, чтобы люди начали нормально, спокойно, со спокойной душой, именно в человеческом понимании принимать эту религию и на самом деле изучать ее и понимать, что это такое. Вот наш дорогой слушатель показал своим примером, что да, он может, он хочет верить, не верить, но главное, он уже не такой радикально отвергающий все и вся вокруг. Он хочет, как хочет, пускай верит. Главное, чтобы он не призывал к насилию и не старался всех изменить. Он молодец, он честен сам собой сейчас. Мы его за это ценим, мы любого ценим, еще раз повторяю. Что бы не хотел сюда зайти, сказать, донести, мы ему дадим слово. Пожалуйста, пускай доказывает, объясняется, изъясняется, дискутирует, дебатирует. Но в нормальных человеческих рамках, без всяких вот этих оскорблений, нецензурной лексики, мата, не посягая на честь и достоинство своих оппонентов или других слушателей. Пожалуйста, мы можем дискутировать, мы можем на любую тему, религиозную, экономическую, политическую, национальную, правовую, тематическую, культурную, что хотите. Главное, заходите с миром, приходите, нохшимата, дуашмадувы, марш вовен, марш пой. Эксперт, пожалуйста, заканчивай. В общем, есть такое ложное утверждение, что суфи бо дош алячи, шерсти, горды, вожды. Это ложь, то, что они говорят. Перевод с арабского шерсти бо. Абсолютный ложь. Еще нас уверенно, бас, дуккиги, нас тяхивяч. Суфи, этимология слова идет древнегреческое слово философия. София, суф, они оттуда идут, эти два слова. Это еще во времена Аль-Газали, который основал суфии, вот оттуда идет. По факту сам Газали являлся философом, то есть суфием. Так что Лима Даит, когда говорят, что они вот против суфии, это подразумевается против философов. То есть твой философ, да, охотился, понимаешь? Ишт базари историческая хадасчи ок. Ну, если человек говорит, что это шерсть, ну, минимум это человек дурак или тупой. Либо он знает на самом деле и обманывает, манипулирует этим сознанием. И что, дух? Баракал. Давайте дополним тогда насчет, вы как бы про шерсть говорили, в каком контексте, почему вы затронули вопрос, чтобы дать еще полную информацию, я хотел бы знать, почему об этом начали. Насчет слова суфи. Того, что его как бы принимают как шерсть. Хорошо. Я тут в данный момент, вот, я несколько там важных слов затронул, и чтобы натолкнуть на мысль, чтобы поискали, выяснили, что это значит, откуда корни растут, почему вот так и так далее. И это полезно будет, потому что это важно, это основа вот этим мариарти, чтобы разговаривать, нужно владеть этими терминами. Если ты не владеешь, он очень хорошо манипулирует. Мариарти сказал, что это шерсть, да? Мариарти сказал, что это шерсть. Правильно. Да. Так, давайте я вам развернутую справку дам именно по суфи шерсти. Вам интересно или нет? Если даже ты этого слова не знаешь, а с ним начнешь беседу, ты сразу он тебе через плечо кинет. Вам интересна справка или не нужна, эксперт? Вы хотите, чтобы я как бы развернуто дополнил еще? Ну, не знаю, мне не помешает, если кому-то... Дополним сейчас про суфи. Да, давайте, про суфи. Давайте, дорогие друзья. Как бы вопрос задан, мы отвечаем, мы ничего не боимся. Суфизм – это аскетическое мистическое направление в исламе, ну, чтобы понимали, о чем, включающее учение духовной практики, направленной на борьбу человека с открытыми душевными пороками и духовное воспитание личности. Последователи суфизма называют суфиями. Слово суфизм
происходит от арабского суф шест. Да, это правда, но давайте поймем почему. И мы сейчас это развернуто обсудим и поймем почему. Араб, этот профессор Мариарти, в принципе, он прав. Он взял просто этимологический корень слова шесть. Но надо понимать, почему их назвали так. Почему их назвали суфии 6. И сейчас мы это детально все рассмотрим. Суфизм. Суфизм или тасаввуф, арабское слово, аскетически-мистическое направление в исламе, включающее как учение, так и духовные практики, направленные на борьбу человека с сокрытыми душевными пороками и духовное воспитание личности. Мусульманское подвижничество, образ жизни, последователь суфизма и их объединение – одно из основных направлений классической мусульманской философии. Последователи суфизма называют суфиями. Согласно общепринятой точке зрения, слово суфизм происходит от арабского суф шест. Мусульманские исследователи, историки условно разделяют историю суфизма на 3 периода. Период аскетизма, это очень важно, сейчас заостряю ваше внимание, зох, период суфизма тасаввуф и период суфийских братств тарикат. В связи с широким распространением идей суфизма среди различных слоев мусульманского общества в 12-13 веках развитие получила спекулятивно-эзотерическая сторона суфийского учения, которая представляла интерес в первую очередь для образованных мусульман. В настоящее время суфизм продолжает играть важную политическую, религиозную роль в жизни исламских государств. Гибкость суфизма и открытость посторонним влиянием сделали его крайне неоднородным. Суфизм вдохновлял своих последователей, раскрывал в них глубинные качества души и сыграл большую роль в развитии эстетики, этики, литературы и искусства. Путь духовного совершенства суфия лежит только через полное подчинение учителю, а учитель в суфизме – это муршид и выполнение всех его указаний. И чтобы понимали, почему суфизм, этимология слова, существует несколько гипотез происхождения слов тасаввуф, суфий, точка зрения, принятая среди мусульман суннитского толка. Поэтому есть борьба между суннитами, которые придерживаются только Корана и Сунны, и именно тех примеров, которые дал пророк Мухаммед, а суфисты, они являются открытым миру, они поэтому и являются неоднородными, потому что они новые веяния принимали в себя, и этим они не являлись вот такими радикальными салафитами. И высказано еще средневековыми мусульманскими авторами, слово суфизм происходит от арабского суф. И тут очень важно понимать, почему их назвать так. Арабская шерсть. Издавна грубое шерстяное одеяние, мы понимаем, вы видите, почему они дали название? Заостряем ваше внимание. Издавна, так что, профессор Мариарти, если вы нас слышите, вы говорите правильно про этимологию, но вы не говорите, почему их называли так. И этим вы занимаетесь подменой понятия. Вы манипулируете фактами, но неправильно мыслите. Издавна грубое шерстяное одеяние считалось обычным атрибутом аскетов, отшельников. А аскеты, отшельники – это те, люди, которые изолировали себя и довольствовались малым, для того, чтобы больше иметь духовной связи с нашим Создателем. Божьих людей, а также мистиков. Суфии часто возводят его этимологию к корню слова ас-сафа, чистота, сифат, свойство, либо к выражению ахль ас-суфа, люди с камни или навеса, которые применялись по отношению к малоимущим сподвижникам пророка Мухаммеда, жившим в его мечети в Медине и отличившимся своим аскетизмом. Некоторые исследователи считали, что эти слова не арабского происхождения, в частности, западноевропейские ученые вплоть до начала 20 века склонялись к мысли о том, что слово «тасаввуф» происходит от греческого слова «софия» – мудрость. На изначальном этапе формирования суфизма вместо слова «тасаввуф» обычно используют слово «зох» – аскетизм, воздержание, отречение от мира и заид аскет, либо близкое к нему, абид – богомолец, подвижник. Поэтому нет бид-ат и такие слова. Начиная с 8 века последователи суфизма стали называть суфиями. Первым человеком, которого называли суфием, был либо куфи Джабир ибн Хаян, умер в 767 году, либо другой куфиец по имени Абу Хашим. Так что, дорогие друзья, когда к вам кто-то заходит, начинает манипулировать и заниматься подменой понятий или навязывать свое мнение по какому-то вопросу, например, как наш профессор Мариарти, дорогой для кого-то, а для кого-то недорогой, для кого-то наш профессор Мариарти, для кого-то не наш профессор Мариарти, нужно просто понимать, о чем речь идет. Да, суф корень 6, но оно предполагает отшельников, аскетов, которые одевались именно очень
как бы скудно из-за того, что у них не было никаких возможностей в шерстяную вот ту самую дешевую одежду для того, чтобы иметь эту прямую связь с Аллахом, потому что все земное они отвергали и предполагали именно служить именно нашему Создателю и иметь вот эту вот духовную связь. Поэтому, да, профессор Мариарти, в плане этимологии он прав, но в понимании, восприятии и почему их называли так, он не прав. И вот тут он как бы начинает засорять мозги нашим неокрепшим чеченцам, а также тем чеченцам, которые не понимают в принципе, о чем речь. Эксперт, как вы думаете, я смог как бы принести немного ясности в этом вопросе? Конечно, так-то да, я надеюсь, но с точки зрения араба, да, это возможность есть, никаких проблем. Но надо корни искать, вот корни правильные, в правильном направлении. То есть тут можно вывод такой короткий сделать. То есть арабы определяют по одежде человек, кто он. Получается так. Интересно получается, да? Целое течение, которое, не знаю, там, серьезные там философии, идеологии, определяет по одежде. Как так дают? Странно, да? То есть самой сути. То есть с таким же подходом они определяют, вот людей заставляют там одеваться одинаково. Тут логика понятна. То есть вот такой вот Докапываться до истины. Есть такой термин «зрите в корень», дорогие друзья. Давайте дадим слово нашему другу Коля Николай, Коля Николай, потому что он к нам пришел, не знаю, с чем он пришел, с добром, с миром или, может быть, со своей идеологией. Коля Николай, ваш микрофон включен, пожалуйста, можете высказаться. Коля Николай, мы вас слушаем, говорите. Да. Николай, скажите хотя бы что-нибудь, издайте какой-нибудь звук, пожалуйста, чтобы мы знали, что вы живой человек, а не робот или какой-то андроид. Коля Николай, вы марсианин? Да, Он добрый просто день. Я слушаю с большим интересом. Просто первый раз зашел, вот мне друг Руслан рекомендовал ваш чат. Просто послушать. Просто мы с ним на эту тему очень много дискутируем тоже. Я изучаю в последнее время ислам, и у меня были вопросы по относительно ислама. Я вот Руслану задавал, как такой человек, у которого определенной концепции не придерживается, а просто вот в целом, да, в чем ислам заключается, что такое Коран, что такое сунна. У меня просто разные вопросы были по этому поводу, и вот я только лишь поэтому сюда зашел. Да. Слушаю, интересно. Вопросов нет. Хорошо. Николай, можно вам задать один вопрос, а потом после вашего ответа, если, конечно, вы соизволите ответить, Да, конечно. я вам смогу дополнительную информацию. Да. Как говорится в чеченском языке, марш в угол, приходите свободным, Николай. Мы любого человека принимаем с миром. Вопрос. Внимание, вопрос. Вы являетесь чеченоговорящим или не чеченоговорящим? Нет, я не чеченоговорящий, я кыргыз. Все. Халгалай. Жақсы. Хельманда. Бала. Нормально. Киргизы наши братья. Мы их любим, уважаем, ценим. Казахи, киргизы. Коля Николаевич, чтобы вы знали, просто вот посредством вас мы сейчас как бы даем возможность нашим киргизским, именно туркоязычным братьям со Средней Азии, с Казахстана, чтобы они понимали, что мы исторические связи с ними не прерывали. Пускай они знают, помнят, и мы как бы знаем и помним, что киргизы, казахи и другие национальности Средней Азии, те же туркмены, узбеки, кто там еще, подождите, я вспомню. В Таджикистане, конечно, мало было чеченцев, потому что очень горячая страна, и нас туда не высылали. Потому что, чтобы мы там не... Если бы нас выслали в Узбекистан и Таджикистан, мы бы не испытывали такие трудности. Поэтому нас все-таки выслали в Казахстан, в Северный Казахстан, в Киргизию, потому что там все-таки горная страна и очень холодно, и тяжелые условия. Но несмотря на это, мы должны помнить и знать, это наш священный долг, как людей, в первую очередь, а также память наших предков, чтобы знали и казахи, киргизы, и те другие национальности Средней Азии,
что мы не забыли все-таки те хорошие, добрые отношения, связи, которые у нас с ними, культурные связи, которые у нас с ними установились. И даже после того, как мы вернулись на свою историческую родину, очень многие чеченцы остались жить в этих странах, потому что эти страны превратились для нас и стали именно второй, а для многих даже первой родиной. Поэтому мы вас любим, ценим, уважаем. И кто бы что ни говорил, мы всегда будем поддерживать самые дружественные, теплые отношения и будем всегда их культивировать для последующих наших поколений. Благодарю за теплые слова. Если есть возможность, пожалуйста, даже если хотите, дайте нам другое название киргизское, чтобы мы вас звали не Коля Николай, а именно любой другой там. Таймаз или Хоргаз. Дайте нам любое как бы свое имя, чтобы мы вас назвали не Коля Николай, а чтобы было все-таки киргизское восприятие. У меня настоящее имя мое Кемель. Это арабского происхождения имя, да? Прекрасного. Какая разница? Главное, вы киргиз, вы наш брат. Камиль, приходите к нам всегда слушать. Мы вам будем всегда давать слово, дадим вам возможность высказываться. Приводите своих братьев киргизов, соотечественников, туркменов, киргизов, узбеков. Русские пускай приходят. Мы никого не боимся, ни от кого не закрываемся. Против никого мы пропаганду не ведем. Мы просто дискутируем, беседуем, поднимаем наши насущные проблемы, культивируем нашу нацию, чеченские обычаи, адаты, наши морально-нравственные ценности. А также мы открыты для других. Мы все принимаем, любим кыргызский чай, дастархан, юрту, байгу любим, хардан любим, все любим. Мы все принимаем. Благодарю вас. Не за что, дорогой брат, приходите в гости. Так, давайте тогда, знаете, что сделать, что, дорогие друзья? Дадим слово нашему слушателю. О, к нам пришел скептик, который всегда скептически ко всему относится. Так, как бы мы сейчас будем все-таки заканчивать, потому что мы сегодня долго просидели. У нас в гости пришел к нам скептик, все-таки дадим ему слово, если он, конечно, захочет высказаться. А потом, как бы мы плавно, очень плавно пойдем к завершению нашего прямого эфира. Скептик, вам слово. Приветствую всех, приветствую ведущего. Вот касательно темы, хотел бы затронуть вот этот вопрос, насчет него всегда непонятен был. Суфии говорят, что это означает как бы шкуры животных или там еще чего-то там, да? Из-за этого возникло название. Тут возникает вопрос, если это течение возникло там, где жарко, или там, где пустыня, или там, я не знаю, в восточной стороне, как они могли носить эти шерсть, эти шкуры, потом еще соблюдать чистоту при такой температуре? Если у кого-то есть этому объяснение, было бы интересно послушать. Благодарю. Вопрос прозвучал, мы только что об этом сказали, если кто захочет прослушать, и мы как-то один раз сделали прямой эфир и выложили его на одноименный канал в YouTube именно про суфизм и как он зарождался. Вообще-то суфизм зародился в Узбекистане, как бы халифат, потому что в халифат в арабский входили многие другие нации, где-то под Хорезмом. Но сейчас поправить не могу, потому что мы документально все подводили, все. И я думаю, это наши технические модераторы, ассистенты залили на YouTube канал, можно будет посмотреть, но если он не залит, тогда можно будет его как-то прослушать. А если надо, мы сделаем отдельную передачу, потому что мы работаем по заявкам наших слушателей. А кому интересно именно по религиозной тематике, мы вас всех приглашаем, потому что у нас нет никакого соревнования с другими нашими национально-патриотическими силами и другими информационными площадками. Можете зайти на канал «Антитеррор», и антитеррор является самым великим исламским мыслителем, ученым, фикхом, правоведом исламской религии. Он потратил более 35 лет своей жизни изучению ислама, владеет всеми как бы школами, направлениями, знает их досконально, всеми мазхабами, и знает Коран, Сунну. Он сам может выдавать фетвы, делать такфиры. Антитеррор. Есть такой у нас чеченский исламский проповедник, который полностью прямой, именно в его изначальной форме проповедует и распространяет слово Аллаха на земле, а также сунну пророка Мухаммеда, алейхиссалату вассалам. И на сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что в этом мире, в 4 уголках земного шара, и также во всех исламских странах, во всех исламских университетах не появилось и не выявилось ни одного исламского ученого или философа на сегодняшний день, который мог бы состязаться в знаниях ислама именно с антитеррором. По-чеченски его называют пармат,
а по-русски его назвали почему-то антитеррор. Так что у него есть свой канал отдельный, его площадка. Вы все можете к нему зайти и с ним можете задавать вопросы и даже подискутировать. Он всегда открыт для любой дискуссии. Все, как бы на сегодня мы этот вопрос закрываем. Мы дадим слово нашим... Да-да-да. По поводу, пока далеко не ушли мы, про Сюли я хотел бы внести понимание, чтобы мы поняли, что такое Сюли. Сюли такой национальности нету, как мы знаем. Мы никого по национальности не оскорбляем, когда мы говорим Сюли. Это равнозначно, чтобы понятно было, есть украинцы, есть хохлы. Хохлы – это те же подрусские. Для нас Сюли – это те, которые села называют, ставят Сталину памятники, улицы Ленина там у них существуют. Наши чеченские аулы переименовали, Ленин аул, там не убирают это дело, специально это делают. Вот поэтому мы Сюли называем этих людей. Мы говорим там отдельно по национальностям, не говорим вот эта национальность, та национальность. Мы просто называем этих людей Сюли. Чтобы понятно было, не нужно обижаться. Ахлю Сюли – это Сюли. Это по-русски, это равносильно тому, что назвать украинцев в деле украинцев, чтобы понятно было. И есть хохлы. Хохлы – это по-русски. Если, вкратце вот так вот. Спасибо, Марго. Спасибо, Олег, за дополнение. Дорогие друзья, на сегодняшний день мы будем заканчивать наш прямой эфир. Огромная благодарность всем нашим участникам, слушателям. В заключение дадим слово все-таки одному нашему прекрасному слушателю, чтобы понимали, что мы не монополизируем слово, чтобы люди понимали, что мы всегда открыты и всегда даем слово любому нашему гостю, любому собеседнику. Мы включаем микрофон всем. Хотелось бы, чтобы наш сегодняшний прямой эфир завершился именно выступлением или высказыванием одной из прекрасных представительниц нашей нации. И для этого наши технические модераторы вводят на большой экран нашу умницу, человека, который изучает философию, который читает много книг, которая сама может даже много принести в наше общество. Лейла, вам последнее слово, завершающее сегодняшний эфир, а после вас мы завершим наш эфир. Лейла, вам слово. Вала, Вени, когда ты мне официально вот так прям слово даешь, у меня все мысли выпадают из головы. Цундейл, я только благодарна могу поблагодарить за то, что мы сегодня обо всем говорим, и благодаря этим каналам у нас есть возможность изучать свою историю, свои корни, в общем, я хайдолш развиваться возможностью. Из-за ваших эфиров очень много поучительного для себя можно взять. Хазбал, Лейла, мы вам всегда даем слово, потому что мы знаем, что вы все-таки интеллектуально подкованный представитель нашей нации. Теряться абсолютно не надо, всегда говорите то, что думаете, не бойтесь. Главное, чтобы говорили люди. Самое главное оружие на сегодняшний день в современном мире – это слово. И слово правды, а не слово лжи. И перед тем, как закончить, потому что вы все-таки недолго выступали, мы дадим еще слово двум нашим спикерам и участникам. Сперва это будет Бикадам, а потом Седа. И после Седа я вам обещаю, гарантирую, что прямой эфир сегодняшний будет завершен. Бикадам, пожалуйста, вам слово. Бикадам, мы вас слушаем, говорите, Бикадам. Маршал Дума Сергей. Это тоже один из участников идеологического батла с профессором Мариат. Что представляете? Марша Доша, свобода, дичинс, бачут, сварсу, тятю, царин, сосадошвал. Битва с Мариатом, да? Да, после битвы отдыхал. После мозговой атаки приходил в себя.
Да, ديك نكردوين دا اتو بوي مسيري ريسيشو أحيوك شو ومسو انت هم داتشو да اتو بوي وتاقا Мы موكش должны ماشيشو проанализировать и как бы осмыслить то, что Вени, происходило вчера в прямом эфире, да, я так понимаю? Вы будете сегодня приходить в себя после всего того, что услышано и было сказано профессором Мариа. Ну да, примерно так. Вени, Это Духтахулич, надо. Да, Аир говорите, Муацу. говорите, после вас мы дадим слово Сене. И как бы все, сегодня мы заканчиваем наш эфир. Тут просто такая мысль, ну, кто-то высказывался, вот, в частности, эксперт, и хотелось бы тоже чуть-чуть добавить, я просто искал такую возможность вписаться, но ты, да-да, ты вдруг захотел завершить. И вот насчет этих там суфи, муфи, пуфи, там умный штат, и я сейчас не хочу какие-то чувства там обидеть и так далее, просто вот эти вот в мире какое-то не наше, вообще не происходящее из нашей среды, не произрастающее из нашего общества, какие-то вот эти вот всякие движухи, грубо говоря. Лучше, знаете, вообще, тем более то, что мы не знаем, за это пытаться топить, себя с этим ассоциировать. Потому что там все, что угодно бывает, и ЛДПР, бывает и там безбородые какие-то мальчики, и все, что угодно. Я извиняюсь, правда, за это, за такое высказывание, но мы вот о аскетизме, не аскетизме, весь мир это как там к бабуинам может, ну, представлять себе вот это вот дело, когда мы его с собой ассоциируем, как бабуинизм какой-то, понимаете? Цундел, цауэн, цабилгал, цаху, что лгума лучше вообще в это болото не лезть. То, что мы знаем, чеченскость свою, то, что мы знаем, там, свой какой-то вот этот самобыт, вот этим мы можем уверенно любому, короче, высказываться, любому себя вот так вот рекомендовать, зарекомендовать, представляться. А вот те вот эти вот, повторюсь еще раз, движухи, в которых мы вообще не шарим, ну, я таким этим самым выражаться сейчас буду, да, такими словами. Вот в это вот болото лучше вообще не лезть. Я бы вот это посоветовал бы нашему обществу. Там какие-то вот эти вот так об этом думают, другие вот так. А там все, что угодно может быть. Там любой вариант какой-то, да, который, ну, как бы ту или иную вот эту вот там группу, я не знаю, секту или какое-то вот это течение в мире рассматривают, там неизвестно его происхождение, может это ЛДПР какой-то его создал, может это какие-то дебилы, там аскеты, маскеты, какие-то эти бомжи, кто все что угодно там за этим может стоять. Я просто вот дахам деса помял, но я хотел как бы, чтобы такой на заметку брали наши соотечественники. Савоин садой, что ли, умный, что и туда лучше вообще не суваться, я бы вот посоветовал. Баркал. А правильное замечание, очень кстати и уместное. Даже вы можете, можно сказать, очень было кратко и емко. Спасибо огромное, Ибрагим, за вашу ставку, за информативную ставку как бы, для наших слушателей и тех, которые будут нас слушать. Решение мы не принимаем, именно ваш покорный слуга не принимает решение по завершению прямого эфира. Решение по завершению прямого эфира принимается нашим техническим отделом. И, как бы, пользуясь случаем, моментом, хотелось бы напомнить, что мы финансируемся частично Госдепом и Конгрессом США, находимся в Вашингтоне, округ Колумбия. Из нашего корпункта, из окна видно зеленая лужайка перед Белым домом. Также мы благодарим всех наших спонсоров, всех наших технических модераторов, айтишников, которые работают в 4 уголках земного шара, которые поддерживают эту площадку информационную, созданную свободными людьми, для свободных людей и для свободного волеизъявления. Также мы хотим напомнить, что мы ни против кого не боремся, ни к чему не призываем, а просто говорим, рассказываем, делаем аналитические экспертные оценки по тем событиям и ситуациям, фактам историческим, которые происходили с чеченской нацией на территории Чеченской Республики и что, возможно, может произойти, чтобы было ясно для всех наших слушателей.
И в заключение, как ваш покойный слуга сказал, решение принимается не ведущим прямых эфиров, а нашим техническим персоналом и отделом о завершении нашего эфира. Перед тем, как завершить наш сегодняшний прямой эфир, дадим слово нашему прекрасному слушателю, слушательнице, умничке, очень воспитанному человеку под кодовым названием Седа. Седа, вам слово. Благодарю. Дедик Хелл всем, кто зашел только что или недавно, с остальными я здоровалась. Я хотела, знаете, что сказать. Вот Рус, там, Легион, что-то такое, длинное название, вот он тоже говорил, что с тех пор, как попал в эту группу, многое для себя понял, осознал, пришел к каким-то выводам. Я вот хотела сказать от себя лично, из-за себя. Я тоже благодаря этой группе, у меня было много вопросов, на которых я не знала ответа. И люди, которые здесь высказываются, на эти вопросы дали эти ответы. То есть я их не задавала, но они в моей голове были на протяжении как бы моей осознанной взрослой жизни. Вот. И люди дали ответы на мои вопросы. Я очень-очень благодарна человеку, который меня сюда пригласил, вот, потому что я не знала про вас, благодаря ему узнала. Лауреат, вам отдельное спасибо и благодарность за то, что вы даете людям высказаться, за то, что вы очень корректно, с уважением относитесь ко всем участникам этой группы. Вот. И еще хотела сказать, что, ну, добавить в начале этой дискуссии, так сказать, вы сказали, что ну, вы Нохчиду, мы стопим за свое всегда, просто не стала вас тогда перебивать, и пожелали, чтобы люди, которые к нам сюда приходят, тот же этот профессор, и ему подобные, вот, чтобы они как бы ну, брали пример, не то чтобы пример, нам-то и не нужно, чтобы они с нас пример брали, именно этот человек. Я хочу сказать, чтобы люди слышали, видели, что мы несем, кто мы, что мы есть, как вы сказали, что у нас есть свой код, ларам, лирам, гылк, гулк. Мне кажется, это самые такие июквай код. Поэтому, короче, всем благодарность. Я очень рада, что я здесь. Я рада слушать ваши мысли, ваши высказывания. Я для себя тоже делаю выводы и на многие вопросы услышала ответы, поэтому Дейлрейс Хилл Массана дал Ятубэлвэм. Седа, хотелось бы поблагодарить всех участников наших прямых эфиров, всех слушателей, всех тех, кто нас слушает. Еще перед тем, как завершить, мы говорим, что к нам присоединился Думурлан, это наш даргинский гость. Не забывайте, что наш аналитический отдел провел анализ, нас слушает в Казахстане. С территории Чешской Республики 60% уходит Россия, это значит практически, фактически, это Чеченская Республика. Значит, на территории оккупированной Чеченской Республики нас слушают. Хотелось бы сказать, что в диаграмме, которая выстроена была нашими экспертами, выходит западное полушарие, 65% территории России, как только что было сказать чуть выше, это Чешская Республика, потом западное полушарие, 7% идет Казахстан. Я вам могу с полной уверенностью заявить, что в Казахстане есть Киргизстан, есть немного Туркмения, в Туркмении немного чеченцев, в Узбекистане есть маленькая община чеченцев, но самая большая диаспора это Казахстан, Киргизия, в Таджикистане очень мало чеченцев. Но как бы, чтобы вы понимали, что они все высвечиваются. Мы ведем работу, а в Турции около 3% тоже высвечиваются. Так что, дорогие друзья, на нас все-таки есть какая-то моральная, идеологическая, общественная, национальная ответственность. Давайте будем корректными, выражать свои мысли, доносить их правильно, относиться с уважением ко всем гостям и тем людям, которые заходят на наши площадки, а также в дипломатичной, еще раз повторяю, корректной, эстетичной форме доносить наше, свое видение вещей, нашу культуру представлять, но и одновременно, тем не менее, оставаясь открытыми ко всем течениям, культурам, воспринимая их, анализируя, также для того, чтобы найти именно наше место в семье вот этих всех наших мировых народов, народностей и занять именно свою позицию и стать субъектом международного права, чтобы это международное сообщество цивилизованное приняло на себя обязательства по защите нашей нации от русского террористического образования под названием Россия, чтобы впредь никогда больше не было ни геноцидов, ни таких вот человеческих жертв, катаклизмов с нашим обществом, с нашей нацией и с нашим государством.
Огромная благодарность всему техническому Вахарху. персоналу, всем нашим слушателям. Я вас благодарю и, говоря на чешском языке, как бы завершая наш сегодняшний прямой эфир, скажу. Адикашу, Мастрана, Далмели, Йоли, Бюлил, Маршаль, Хазарду и Далма, Далдик на Оштулу, Адикашу, Маршаль, Шмус. Адик далее. Венни, не забудь ссылки не забудь.